Телеграм. Подключим наш Телеграм. Итак, добрый вечер, уважаемые друзья. У нас сегодня суббота. Как обещал, правда, вчера у меня не получилось. Сейчас, минуточку. Сегодня суббота, и у нас... Салам алейкум. Мы на связи. Все, Ибраим. Если на связи, это хорошо. Так, друзья, сегодня у нас, как вы знаете, суббота, и у нас время эфиров, прямого ответы на вопросы. Сейчас... Так, сейчас чуть-чуть опустим это. Будем отвечать на вопросы, будем обсуждать историю. Также отвечу на вопросы, которые были заданы по тематике, которая была опубликована сегодня. Вот. Если кто-то хочет задать вопрос в формате аудио, то есть вы должны зайти на наш телеграм-канал. Ибраим у нас, как вы знаете, ведет Инстаграм, Ютуб и Телеграм-каналы. Модератор он непосредственно. Ибраим, добавишь ссылку? Можно и сюда ссылку скинуть на Инстаграм, скопировать, отправь. Если кто-то захочет аудио вопрос задать, остальные могут написать. Если мы знаем ответы, мы ответим на данные вопросы касаемо истории, культуры, традиций чеченского народа, а также публикаций, которые были сделаны на нашем канале за последнюю неделю, то есть прошла, алейкум ассаламу, рахматуллахи баракатуху, за последнюю неделю, которые были сделаны. Если вас интересуют данные вопросы, мы ответим на него. Сегодня у нас, так сказать, одна книга, которую бы я хотел непосредственно ее, так сказать, задонатили наши братья, помогли, точнее. Эта книга 2011 года, «Военная элита Кавказа», вторая, научно-исследовательский центр истории грузино-кавказских отношений. Книга вторая, Гогитидзе, МД Гогитидзе. Если я правильно понял, то это грузин. Вот такая вот книга, чтобы было видно. Здесь полководцы. Здесь такая карта 1801-1813 года. И непосредственно в Тифлисе она перепечатана и сделана в 1901 году. Вот эта карта, кому не видно. То есть территория Чечни здесь видна, чтобы было понятно. Вот она, Чечня. Вся вот этой военной грузинской дороги. И вот до Кумыки. И вот до этих границ это все в основном Чечня. То есть здесь такая карта сразу историческая. Непосредственно, что здесь еще? Здесь очень много военных генералов царской России. В основном всех перечислять, конечно, я не буду. Их всего лишь, если я не ошибаюсь, 56 генералов. Из них, конечно же, можно пройтись по каждому, но в основе своей здесь есть и чеченские генералы. Но, что хотелось бы, здесь в основном все генералы, все военные, они, так сказать, все являются российскими генералами. Из них, кроме двух фамилий, одной фамилии точнее, который, так, сейчас, прошу прощения, сейчас, чтобы не слукавить.
Так. Воинские формирования, армия, алфавитский список кавалеров ордена. Так. И здесь их... Здесь в основном грузинские, северокавказские. Один чеченец здесь указан как генерал Арцо Чермоев. Остальные все генералы, которые есть, они являются генералами и полководцами имамата. То есть они... Остальные все это в основном генералы Грузии, генералы от Ингушетии, также Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа. Здесь они указаны. Генерал-майор Абацеев, Абдрахманов Фица Жантимирович, Агоев, осетинские есть, кумыкские есть генералы. Они указывают непосредственно, среди всех них есть более позднего периода генерал Алиев, точно так же представитель, более позднего периода. Вот такая великолепная книга, кто заинтересуется, напечатана в Грузии. Генералы и адмиралы народов Северного Кавказа. Написано, правда, я не понимаю, почему здесь есть грузинские цари, если здесь говорится о Северном Кавказе. Точно так же есть фотографии, сзади иллюстрации, старые фотографии. Вот в таком формате, вот, чтобы было видно. То есть, как вы знаете, здесь офицеры СИВ Кавказского конвоя, группа офицеров, и так далее и тому подобное. В нашей работе это пригодится, поэтому вот такая вот великолепная книга. Огромная благодарность нашему брату, который непосредственно достал эту книгу и дал нам для работы. Вот. Итак, друзья, наверное, в основном, как вы знаете, давайте начнем с хороших новостей. Хорошая новость – это то, что у нас за один день фактически Шортс 1 миллион набрал просмотров. Это в Ютубе. Один ролик за один день набрал 1 миллион просмотров. Это, конечно же, тот самый великолепный ролик про волков, которые мы нечаянно наткнулись на National Geographic. Это не ИИ, хотя многие стали специалистами в области ИИ. Там были субтитры, там был текст, они рассказывают. Этот ролик довольно-таки длинный, мы его сократили немножко. И он в Ютубе набрал у нас за один день 1 миллион просмотров. За 2 дня в Инстаграме, в Рилсах он набрал 186 тысяч просмотров. Вот на 2 только из этих каналов вот такой огромный просмотр. Интерес, само собой, там был текст, почему чеченцы именно считают символом волка в нашей истории, в традициях, культуре, почему мы так любим волков и так далее и тому подобное, начиная с древних времен. Поэтому, так, вот это сейчас, чтобы прикрепить комментарий, вроде бы прикрепил, вот. Мы, конечно, честно сказать, я не ожидал, как вы знаете, на историческом паблике набрать 1 миллион просмотров, если это не что-то из ряда вон уходящее, это очень сложно. Практически такого, чтобы за один день можно было 1 миллион, так говорится, 1 миллион просмотров, 14 тысяч лайков. То есть это все только на одном ютубе. Что касается там перепосты, каждый день до сих пор приходят. Это у нас то, что мы нашли в рилсах, Инстаграм рилсах. Что касается, Ибраим, в Телеграме тоже следи. Ты знаешь подписчиков нашего Телеграм-канала. Там у нас особые подписчики бывают. Кому нужно включить микрофон, ты включишь. Надеюсь, что уже люди там, когда подключатся, можешь
позволить, кто, если вдруг захочет, задать вопросы по телеграм-каналу. Вот так вот. Что касается меня, слышно же? Все нормально слышно или как? Слышно, видно? Ответьте, пожалуйста, слышно ли меня? Тогда бы мы продолжили бы нашу дискуссию и разговор. Вот. Дайте знать, слышно, не слышно. И мы продолжим. Вроде бы у меня показывает, что все нормально, видно, слышно, все хорошо. У нас За за неделю, месяц конечно, просмотров было. 6,9 миллиона просмотров. И В основном я ознакомился и публиковал некоторые документы, которые вы видели на нашем канале. Потихоньку набирает, очень хорошо набирает обороты просмотры. В Инстаграме у нас за месяц просмотров 6,9 миллиона просмотров. И вот в Ютубе за месяц просмотров 4,6 миллиона просмотров. То есть для паблика, который веду я, которым рассказываю об истории, о культуре нашей, о традициях, само собой, различные ролики, касающиеся тематики в основном нашего народа или опровержения лжи, чтобы набрать за один месяц 10 миллионов просмотров в совокупности. Это неплохой результат с учетом того, что все это является, как говорится, для меня с такие большие охваты я не надеялся. Ничего, само собой, мы не покупали. У нас все только, так сказать, в реальном времени. И я думаю, если 10 миллионов, пускай даже половина из них будут читать тексты, обычно читают, хоть и наши не любят, а там все о нашей истории, о традициях, культуре, музыка, ну и так далее и тому подобное. И люди ознакомятся с этим. Я думаю, что это большой объем, большой позитив для всех нас, чтобы те люди, которые хотят и не могут никак непосредственно найти некоторые исторические и документы, и книги, на нашем канале мы предоставим многие документы. В эту неделю пополнения у нас библиотеки как таковой больше нету, но в основе своей все вопросы, которые задаются, что меня очень радует, и вопросы, которые задавались, эти вопросы в основном все, кто должен, и спрашивают и про Нахичевань, и про Урарту, и про Дзурдзуков, Кистов. Тот же один из древних чеченских тейпов Варандуа и все остальное. Я, в принципе, рекламировать это смысла нету. Один из самых лучших наших чеченских историков, книга Хасана Бакаева, вот эта книга, чтобы было видно. Вот здесь, на этой книге, она двух форматов, зеленая или же красная, там, оранжевого оттенка. Вот в этой книге есть фактически все документы и все описания этих исторических событий. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Брат, несколько дней назад у тебя в эфире в дискуссии участвовал один брат, вроде Аздоев Тимур. Не мог бы прислать его аккаунт мне, если он не против, конечно. Но если он зайдет, Тимур, мы у него спросим. И... Чуть не сказал Deutschland, валикум салам. Норчланд убер alles. Алхамдулилlah, дигду. Поэтому все вопросы, в основном, которые вы хотите знать по тематике, сейчас я вам зачитаю коротко, чтобы было понятно, какие вопросы в этой книге есть. Это особо важно, чеченские этнонимы, древность и происхождение. Вот эта книга, она особенно важна всем, кто изучает историю с древнейших времен. Так вот, это о родстве чеченского языка с хурита-урартским, первая глава. Вторая глава Нахче и Нохчи, вторая глава Нахчимат или Нахчимат, инновации
инновации Н.Ф. Яковлева и Заурбека Мальсагова. Четвертое. Нахчи как общее самоназвание чеченцев и ингушей. Пятая графа. Чи – человек и чи – люди. Изыскание Адольфа Дирра. Шестое. Пастырь горных земель Кирилл Данаури. Седьмая глава. 5 городов с названием Нахичевань. То есть Нахичевань был не только один. Вы знаете, что первый Нахичевань был у озера Ван на Горном Карабахе. Сейчас это, если я не ошибаюсь, территория Армении или Азербайджана. Я уже не знаю точно, но будет более правильно посмотреть сейчас после последних событий. Вот. Дальше. Крепость Нахчеван в Кахетии. Второе. Нахчеван – земля, родина Нахчта. 9 глава. 10 глава. Нахчеван и чеченские тепторы. 11 глава. Нахчеван и хуриты. 12 глава. Нахчеван и Нахичевань. 13 глава. Нахчевань, Гути и Назир. Гора спасения. 14 глава. Арцах и Тейп-Варандой. 15 глава. Чеченцы Дзурдзуки. 16 глава. Этимология названия Дзурдзук, Дурдзуки. 17 глава. Дзурдзуки и Бунтурки. 18 глава. Сарматы и Дзурдзуки. 19 глава. Дзурдзуки в Причерноморье. 20 глава. Чеченцы-кистинцы. 21 глава. Шарой, Ширван, Шаруэли, Шарур. 22. Страна Халеб в чеченских тепторах. 23 глава. Царство Халеб и Нухаши в Сирии. 24 глава. Сасаны, Шишены и Нахчи. 25 глава. Кавказ и Кавкасиане. 26 глава. Кавкасиане и Кабанцы. Заключение и так далее и тому подобное. То есть вот эти все вопросы вы можете найти в этой великолепной книге. Здесь можно найти древние истории нашего народа. Тут присутствуют все эти главы, все основано на исторических документах, ссылках. То есть у Хасана Бакаева, насколько я знаю, меньше 10 ссылок на официальные документы в этой книге нету. А там и того больше, и 20 есть, и 30 ссылок есть. Из различной литературы, которую он собирает. И поэтому вот особенно люди, которые там Нахчи, Нохчи, или Нахчеван, или Варандой, Арцах, Урарту, Хуриты, языки, вот, и о крепостях Нахичевань и так далее. Все, кого это интересует, здесь очень легким, доступным языком оно написано, причем большими буквами. И великолепно, знаете, что еще самое главное в этой, как говорится, книге? То, что вы можете через Хасана Бакаева, книгу Хасана Бакаева, вы можете найти ту литературу, в которую вас интересует, откуда он взял эти ссылки. То есть в этой книге, возможно, есть еще другие главы, непосредственно касающиеся или заметках, там, где указывается непосредственно про наш народ. Здесь только указывается информация, откуда были взяты, понимаете, документы. Вот. Здесь, честно сказать, настолько, вот, допустим, Нахчеван, земля рода Нахчта. Вот он буквально на 2 страницах. Давайте я быстро постараюсь вам зачитать. Это буквально 1 страница, ну, 1 и 2, вы поймете. Вот это 9 глава. Нахчеван и земля рода Нахчта. Если ученый-географ М. Мурзаев с некоторыми неопределенностью отмечал, что топоним Нахчеван и Нахчевань известен еще в истории Ближнего Востока до новой эры, то доктор географических наук профессор Е.М. Поспелов приводит более точную датировку упоминания Нахичевана, Нахчевани в исторических источниках. То есть все 3 вариации он указывает. Исторических источников. Кроме того, он был склонен видеть в названии Нахчеван, Нахичевань этническую основу. Этот ученый писал: Нахичевань, столица Нахичеванской автономной республики Азербайджан,
Город возник в VI веке до нашей эры. Исторические источники впервые упоминают в IV веке нашей эры. Наиболее ранняя письменность, письменная... Так. Куда я перескочил? Наиболее ранняя письменная форма Нахчтван, где Нахчта древнеармянскими родоплеменное название, а элемент ван, варианты вани, вана в древности очень продуктивный топоним Закавказья и Малой Азии. Употребляется со значением место, дом, земля, страна, также в роли суффикса принадлежности. Таким образом, с учетом древности топонима можно считать, что первичным было название местности Нахтчаван, земля родина Нахчта, а по ней затем получили название возникший в этой земле город. Азербайджанский ученый Мамедов, сопоставив множество исторических материалов, также пришел к заключению, что название Нахичеван произошло от наименования одного из племени Кавказа. Странно, что этот ученый не довел свое мнение до логического конца, указав, что на Кавказе, да и во всем мире, есть только одно племя с историческим названием Нахчи, это чеченцы. Отметим мимоходом, что компонент ван этих этнических названиях имеет, судя по всему, не иранское, как полагал Минорский, а урартское происхождение. Так академик Г.Р. А. Капацанян Капанцян возражает тем, что выводил термин «аван» в значение «село», «городок», из персидского категорически заявлял, что оно является природным доармянским, точнее халдским, то есть урартийским. Слово, которое получилось из урартского «эбани» – страна, с закономерными фонетическими переходами халдейского «б» в армянское «в» и «w», как, к примеру, урартское «бейани» стало армянским названием города Ван. Здесь нужно обратить внимание также и на то, что, исходя урартской форме «бани», страна трансформировалась в армянское значение «село», «городок», что свидетельствует о некой семантической искусственный термин «ван», который может выступать как значение страны, земли, местности, провинции, так и обозначить отдельный населенный пункт. Укажем, что урартское «эбани», «биани» очень сильно похоже на «ибено» и «биани», связано, очевидно, с чеченским термином «бян», «бен», «гнездо», который имеет еще второе, более емкое значение «родовой центр». В Закавказье и Предной Азии обнаруживается немало племен и народов, чьи названия, как в случае с Нахчиматянком и Нахчеваном, одновременно присутствовали обозначения как страна, так и города. Такое сочетание, к примеру, мы находим в названии города Ереван, Эревань, основанного еще урартийцами под именем Эребуни. Специалист по топонимике В.А. Жучкевич отмечал, что в основе названия Ереван, Эребуни лежит какой-то этноним. Исследователь Меликашвили показывает, что город этот был построен в стране Эриахи, то есть в стране народа Эри. Вот я вам зачитал коротко, валейкум ассалам, коротко зачитал Нахчевань, да, и смотрите, вот буквально на одной странице, Нахчевань, земля рода Нахчта, из-за одной страницы, вот то, что опубликовано этот материал, там 8 ссылок. Это Мурзаев, география, название, наука, 1982 год. Поспелов, 2002 год. Мамедов, 1965 год. Капанцян, историко-лингвистическое значение топонимии древней Армении. Это 1975. Дальше там
Тесаев, Петровский, Ванское царство Урарту, 1979 год. Жучкевич, общая топонимика, Минск, издательство, 1968 год. Меликашвили, одно место летописи уральского царя Аргишты, так и называется, Аргишты. Ничего не напоминает вам? 1979 год. 8 ссылок. 8 ссылок для текста на одну страницу. В этой книге вы можете найти очень много важных моментов, тот, кто изучает историю. Особенно развенчать миф насчет зурдзуков можно по этой книге, мы его и зачитывали. Конечно же, мне нравятся и непосредственно описанные Хасаном Бакаем, точно так же мне нравится Джамирзаеву Саламу про Дзурдзукетию. Очень хорошо написанный материал, он описывает это непосредственно, связывает название Дзурдзука с чеченским. И, кстати, сами грузинские ученые тоже подтверждают это и подтверждают, и рецензентами они стали в этой научной работе, и они в этой книге указывается, что название Дзурдзуки, оно сохранилось, а не потерялось, как многие считают, и оно Дзурдзка, Дзандка, что это одно и то же. То есть буква Д отпадает и получается Дзандхой. То есть наш чеченский тейп, который является большим тейпом, не маленьким, Дзандхой является тем же самым названием и Дзурдзхой. Вот такая научная работа, причем об этом он пишет в своей научной работе, и это не опровергается никем. И здесь указывается, конечно же, великолепные работы, там до 10 докторов исторических наук, доктор лингвистических наук, я их перечислял, зачитать тоже не проблема, можете в предыдущих эфирах посмотреть. Вот. И мне, конечно же, очень приятно видеть непосредственно как версию, тупая такая, как ты, тупой здесь делать нечего, так что домой. Вашей тупости и нарнийской, ладно, неважно, вали, иди последи за своим мужем, за детьми, здесь тебе делать нечего, тупорылых здесь не любят. Поэтому, конечно же, можно утверждать, что согласны, не согласны, но если люди, являясь профессорами, докторами исторических наук, Грузинской академии наук, точно так же Абхазской академии наук, Украинской академии наук, там указывается Армянской академии наук, да, эти люди, конечно же, имеют сильнейший авторитет среди исторических историков и Кавказа, и Закавказья, и со времен СССР. Поэтому ставить свою рецензию и давать разрешение, говорить, что они согласны с данным материалом, абы как они не могут просто так. Это не Филькина грамота и не нарнийские сказки, которые рассказывают. Здесь это научная работа, причем очень серьезная. Мне она очень нравится, каждому, конечно, свое. Я понимаю, что некоторые люди достаточно часто начинают рассказывать и говорить, вот зачем нам название там грузинское. Послушайте, уважаемые друзья. Но для начала, для тех людей, которые рассказывают об этом, вы должны понимать, тут речь не о том, что грузины называли дзурдзуками. Речь не об этом. Почему сегодня нарнийцы просто с пеной у рта пытаются присобачить и присвоить себе это название? Задумайтесь на секунду. Только для одного. Только для одного. Чтобы удревнить себя. Поскольку название Дзурдзуки идет до нашей эры, со времен до нашей эры, то есть до Рождества Христова, грубо говоря, они ведут оттуда, история, она записана и в этом «Жизнь котлийских царей», и везде это указано. Вы понимаете? Тот же самый Саурмаг, тот же самый Парнаваз. Вот, и именно чтобы себя и к Леонтию Мравелия приписали, чтобы и к Дзурдзукам приписали. Вот почему используется. Вот почему вот эта липовая и недостоверная карта в Ахушти-Багратионе закидывается везде. Якобы Дзурдзуки находились в Дарьяльском ущелье, вот в этой области, и нигде больше. Для чего это делается? Просто некоторые люди хотят
удревнить себя за счет этого, само собой являясь потомками их, и поэтому снимаются фильмы, поэтому пишутся статьи, поэтому делаются сайты, которые делаются. Конечно, с одной стороны, для людей, которые не занимаются наукой, это может показаться, ну, это пшик, это не важно, но все в истории взаимосвязано. Если ты собираешь историю, если ты возрождаешь историю, все исторические моменты, все исторические названия, все их нужно знать. Потому что если я сегодня спрошу у молодого человека на сегодняшний день, ты знаешь, кто такие качкалыковцы? Любого проходящего, представьте, я вышел с микрофоном на проспект Асимбаева и начинаю спрашивать, а ты знаешь, кто такие там, допустим, дзурдзуки? Ты знаешь, кто такие кистинцы? Возможно, кистинцы еще более или менее могут знать, но кто такие дзурдзуки, кто такие качкалыковцы, кто такие мичакизовцы, кто такие сасаны? Или как нас называли осетины, или как нас называли, грубо говоря, те же самые наши братья-соседи адыги. Они многие, или лезгины. Многие не знают. Используется современное название. Нохчи пишет: Башлам, а ты знал, что Тинан Вису был ингушом? Ну, то, что Тинан Вису пытается приписать к себе, потому что он является, насколько я знаю, центароевцем, Цуантру Тайп, я вам говорил, что и предупреждал, что дойдет речь и, конечно же, до центароевцев. А центароевцы очень нужны. Тайп один из больших чеченских тайпов, к Цуантру Тайпу относятся многие. Это когда еще ДНК-проект показал, что Уарстхоевцы, один из чеченских тухумов Уарстхой, ближе всего там, к цинтароевцам, к биноевцам, я вам сказал, рано или поздно они начнут говорить, что Цуантро являются теми, кого вы указываете. Но это, конечно же, является полнейшей чушью. Цуантро один из древних чеченских тейпов, больших тейпов, и сегодня претендовать, ну, я боюсь, как бы Цуантро на это не отреагировали более неадекватно и агрессивно. Не отвлекаясь. Так, да. И, конечно же, мы, когда рассказываем вот эти названия, использование, и ты, когда начинаешь говорить у молодых людей, многие даже не знают. Буквально дня 2-3 тому назад связывается со мной один наш брат Уарстхо, являясь исконно чеченским тейпом, он Уандло, мы начинаем с ним разговаривать. Он задает вопросы про хуритов, про урартийцев, про пророка Ноя, алейхиссалам, и название, нахчи и так далее. Он тут много вопросов задает. Это взрослый человек, он сейчас уже более взрослом возрасте начал изучать, и ему нравится история, начал изучать историю, свою родную, нахчийскую, так сказать. И задает вопросы, и ты знаешь, с одной стороны было очень приятно, то, что люди, особенно те, которые интересуются историей, культурой, некоторые традиции, особенно историей, этнографией, то есть непосредственно, можно сказать, потому что они там были, их назвали, непосредственно, как мы знаем, что касается дзурдзуков, более достоверные и правильные источники заключаются в том, что на самом деле от тех же дидойцев, это более независимые источники, это грузинские источники, начиная от дидойцев, начиная от Сюли, границы между андийцами и до Дарьяльского ущелья, все, кто проживает, это получается шаройский, это получается нахчмахоевцы, это шароевцы, шатоевцы, итумкалинцы, галанчошцы, Джайраховский район. Все, вот это весь класс, он входит в название дзурдзукети. В древности то, что называло название чеченцев, так грузины называли. Вот. И само собой, сегодня, когда не проблема, когда некоторые люди говорят, что вот это связанное с дзурдзуками, вопрос обсуждают, когда связанное. Если бы говорили, да, это наше общее название, это было у нас, не хотят. Я вам поясню почему. Потому что только когда они, как оно и есть на самом деле, скажут, что дзурдзуки это общее название чеченцев и ингушей, здесь разваливается миф о том, что мы два разных народов.
Это не два разных народа, это один народ. Исторически я говорю, не сейчас. Оставьте сейчас название, мы не сейчас говорим. Мы говорим об истории, то, что было раньше. Даже настолько безграмотный, имеется в виду, несведущий в истории, Абадиев даже говорит, до 17 века мы были одним народом. Поэтому, кстати, почему, Башлам, ты не проводишь такие опросы на улице Грозного? Это было бы интересно. Ну, во-первых, я даже не знаю. Я очень терпеливый человек, но если мне там 1, 2, 3 человека, которые не интересуются историей, начнет говорить какую-нибудь ересь, я просто-напросто боюсь, что я сорвусь. Я скажу, ну как ты не знаешь своих героев, свое название и так далее и тому подобное. Боюсь, что могу как-то отреагировать неадекватно. Вот. И на самом деле многие видео, которые показывают везде, там, где в Москве снимают, там, я видел, проверяют тоже уровень IQ, различные, задают такие вроде бы простые вопросы, там, про Пушкина, про Льва Николаевича Толстого, про Крылова и так далее и тому подобное. Люди настолько сегодня деградировали, не все, конечно, но частично, что ответы будет очень стыдно слышать. Но буквально вот я сейчас закинул где-то 4 или неделю, 2 недели тому назад, закинул видео, где выступают маленькие школьники, да, в школе. Им задают вопросы, они называют тейпы, и там все чисто чеченские тейпы. Вот сегодня я закидываю уже спортсменов, я 1 или 2, есть еще такие ролики, где они говорят, что я из тейпа Шоту. Но нет такого тейпа. Шоту тейпа нету. Есть шатоевский тухум, но Шоту тейпа нет такого. Из тех, кто он проживает в Шато, если он может быть или Варандо, или Ваштро, или Памто, или Сетто, или Гаттой, или Хаккой. Ну, мало ли там, остальные, да, все, кто входит в шатойский тухум. Он может быть кого-то, а Шоту нету. Вроде ты смотришь 17-18 лет. Да, я понимаю, что из 10-20 ответов 2 могут ошибиться. И проблема в том, что люди многие не понимают, когда ты говоришь, Сун, у нас же вы видели в этом, я лучше знаю, я из этого тейпа, не всегда все знают лучше. И это показывает практика, и то как раз то, что я вам рассказывал. То есть я разговариваю с людьми, которым 40-50 лет. Есть некоторые, у которых оборвался род, то есть дедушка рано умер, отца нету. Они знают там до 6-7 отцов, а дальше все. И как ты этому человеку объяснишь это все? Есть те, которые это учат целенаправленно, чтобы передавать своим детям. А есть те люди, которые всегда всю жизнь свою занимались, я не знаю, выезжали на заработки и все остальное, и этот момент как-то упустили. И начинает уже более в зрелом или в возрасте дедушки, начинает изучать некоторые документы. Плюс 30 лет можете убрать из нашей жизни. Это 2 чеченские войны, которая началась, грубо говоря, в 93-м, 94-м и закончилась в 2009 году. Вот. Пускай даже начнется это с 90-х годов, начало митингов там, и так далее, там, и закончится в 2009-м. Без малого это получается 19 лет, да? Ну, если брать официальные данные. А и того оно длилось еще больше, где-то до 20 лет. Это время, когда чеченцы выживали. Это время, когда думали, как восстановить, как построить. Это не нынешний город, красавец Грозный, который сейчас. В целом городе там, грубо говоря, неразрушенных домов было 1-2. Место, где было заасфальтировано, это было, в то время он назывался по-бытовому Гурпарк, это сегодня, где Грознефтегаз и памятник. Это было единственное место в парке, где было чисто, где можно было прийти, сесть, сделать красивые фотографии. Я сам учился в то время. Остальные места все разбитые, разрушенные, лужи и так далее и тому подобное. Башлам, знаю не по теме, но очень интересно хутейп духа. Мой тейп, я же всем сказал, я из тейпа Эхшбатовой. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва алейкум с черкесской, ва алейкум Башлам.
Рад видеть тебя в здравии, Баркалла. Такой вопрос. Откуда и как нашим народам узнать свою истинную историю, если в школьной программе этого нет? К сожалению, возможно, в школьной программе нету. Я общался с учителями, я загружал данное видео. Спасибо за вопрос, это очень сильный вопрос. Я загружал видео, где я разговаривал с преподавателями, которые прошли на переквалификацию, историками. И честно сказать, да, историю России, общую историю они знали. Не буду спорить. Но что касается нашей истории, даже того же тейповой системы и Мехел, о структуре, что, ну и так далее, о князьях, о пришлых князьях, как они были, о реконкисте, многие этих вещей не знают. И они не отрицали. Да, были среди них более взрослые, они знали немножко тейповую систему, но в основном в систему образования я вмешиваться не могу. Ладно, коротко если сказать. История Чечни, насколько я знаю, есть. Но проблема в том, что ее учить никто не хочет. Вот в этом проблема. Раньше это, так сказать, это окошко закрывали дедушки, закрывали родственники, которые могли рассказать. Собирались, мне моя мать, она уже взрослая, так сказать, бабушка. Мне моя мать рассказывала, что когда они были маленькими, как было у них, как передавали. Каждый четверг, что был старейшина из их рода, он приходил и рассказывал детям, дети его собирались вокруг, он рассказывал им про историю. Эти истории запоминалось и передавали, мать передавала своим детям, рассказывала об этом. И многие вещи, которые я слышал от своей матери, как раз таки были переданы таким образом, полевой материал, так сказать. А сегодня, чтобы изучать нашу историю, надо, конечно, покупать книги, надо читать, надо интересоваться. Не собираться на пятачке, не слушать, кого попало, который... Вот, да, кстати, хорошо, что вы напомнили. Уважаемые друзья, сейчас, подождите, посмотрим, что тут с телеграммом. Уважаемые друзья, я вас очень прошу, последние 4 дня по WhatsApp гуляет 3 или 4 записи аудио по 7, по 8 и 9 минут. И там рассказывают о величестве чеченского народа, о нашей истории, ДНК и все остальное. Я вас прошу, не поддавайтесь провокациям. Эти аудиозаписи в основе своей фейк. Это дискредитация нашего народа. Под каждой оболочкой, если раскрывать каждый вопрос, там из 100% 10% это реальная наша история, а 90% это просто пшик и блеф. Эти ролики загружать начали в последнее время в Ютубе. Я не знаю, как вы ведетесь на это. И если вам пришлют, я вас прошу, не распространяйте, потому что... Да, увидел, имам. Не распространяйте, это реально позорит нас. Ну, я вас прошу и умоляю, не становитесь нарнийцами. Эти ролики были в Ютубе. Неизвестно, кто их выпустил, как их выпустил. Само собой, сделано через искусственный интеллект. Они рассказывают, они говорят, как говорится, ты там послушаешь эту историю, как будто бы древнее всех древних, оказываются чеченцы, древнее всех у нас язык, и что мы там чуть ли не про матерь всех народов. Я вас прошу, не совершайте ошибок нарнийцев, не ведитесь на этом. Эти ролики тоже изначально древний чеченский ДНК, код разгадан, ты слушаешь, они рассказывают, я говорю, 10%, если закидывать здесь правду, там про башни, про сигнальную систему, то есть общий распорядок башенных комплексов, это все правда. Но вот когда они начинают дальше углубляться, начинают особенно рассказывать, ты слушаешь, и потом в конце концов они приводят, что J2 это вообще еврей, грубо говоря.
другие там Л, у них там Иран, Пакистан, Q, Северная Америка, Алтай, поэтому вот эти вещи, они на самом деле больше противоречат друг другу. Они больше оскорбляют. Ты слушаешь, с одной стороны они говорят, что древние потомки женского пола остались, были на Кавказе, а вот гаплогруппы J это пришли, они пришли, с местными смешались и появилась вот сверх ДНК с древними традициями. Ну что за бред? Когда люди мне это присылали, я говорил, что это просто-напросто специально. Кем это делать? Это высококвалифицированные провокации. Зачем это делается? Да за тем, чтобы люди, которые запоминают и рассылают, чтобы в это верили. Красочно преподносят, как в голливудских фильмах. Это делается неспроста. Чтобы людей от реальной истории убрать просто-напросто. Чтобы где бы вы ни собрались, и где бы ваши не были родственники по всему миру, чтобы распространяли эту ложь, и эта ложь дальше по нарастающей. Но любой человек, который занимается наукой, послушав это, скажет, что за бред. Это только позор. Я не хочу называть имен, но есть некоторые люди, нарнийцы, да, среди нашего народа, которые сидят там, написали там 10 миллионов, грубо говоря, там, не знаю. Раньше это показывали на телевидении, самотний минуч, там, что все происходит от нашего там Цинбин Тоу, Хаурду, Ватиг, Халциг, Халот, Хошбауди, да, Гештуацун, да, Елсмани, Охловали. И Султан, кажется, его фамилия, да, ну, Заку Язинуиц, я не знаю имя точно, чтобы не ошибиться. Вот они то, что рассказывали, эти вещи реальностью люди, некоторые люди подхватили, нет, это 100% правда и так далее и тому подобное. Я понимаю юмор, я понимаю шутки, но не надо вот откровенно верить всему этому бреду. Даже такую литературу читать, грубо говоря, и так не читают наши. Но если еще этим бредом будут забивать себе голову, это, я не знаю даже, как сказать. Уж лучше вообще не знать, чем такое вот рассказывать. Ну, я вам реально, послушаешь один ролик 7 минут, ты там можешь возгордиться. Там есть у нас нарнийцы, которые рассказывают, что Гагарин был их нацией, что Суворов там через Альпу помогали, что они наказали Чингисхана, наказали Тамерлана. Но это бред. Вам же смешно это? Смешно. Но когда вы рассказываете такой же бред, вы ничем не отличаетесь. Вы такие же нарнийцы. Как я говорил, нету нации. Но слушать это там, вы сверхлюди, там такие, просто видно, что текст, элементарно видно, что вот этот текст через искусственный интеллект, правильные слова, дикция выставлены именно так, что любой, кто будет заслушиваться, думает, аллилуйя, у нас такая история, нас такого все лишили. Да, у нас великолепная история, да, у нас древний народ, и это ученые написали, и есть на книгах, научные работы есть, Академия наук выпустила, есть статьи научные, где можно прочитать. И да, Гештуэл пока не умер, Хасан Бакаев собрал великолепный материал, Ильяс Сигаури собрал великолепный материал. Вот из тех, которые там, ладно, если не свое, Гурама Гумбу почитайте о древней истории нашего народа. Да, вы поймете, что там есть определенная терминология, которая не соответствует действительно, но это оставим, как говорится, на то, что он пытался каким-то образом сдобрить, так сказать, и уладить взаимоотношения. Ну, кроме этого, там великолепные материалы. Нам нужно только просто взять и прочитать. Взять и прочитать. Чтобы можно было вот весь этот блеф, чтобы вот когда заходит, вот зашел в прошлый раз парень в телеграм-канал, он там начал рассказывать там элементарно простые вещи, когда я ему дал выслушать, наши там напали, ай, там это скажи, то скажи, просто не давали. Он начал зачитывать документ, он читает документ, который вышел после нашего документа через 5 лет. Он говорит, есть тому опровержение. Как может быть опровержение раньше даже самого документа? Еще сам документ не вышел, об этом не говорит, а он говорит, есть опровержение этому. Вот так можно поймать ложь, вот так можно увидеть и доказать, что это лживая подмена понятий.
Есть официальное доказательство, есть исторические данные, где Ермолов описывает о некоторых взаимоотношениях, что кумыки были в очень тяжелом положении, и они без рядом стоящего чеченца не могли никуда выехать. Об этом, если я не ошибаюсь, это было в записке Ермолова где-то в этих документах. Этот исторический факт, он есть. Со всем уважением, это просто описано на тот период. Вчера я захожу, и пишет один кумык. Здесь ему приводят научную работу, приводят ссылки и книгу. Чеченец не говорит, что это было так. Чеченец не говорит, это мы написали, потому что это правда. Вот написано человеком, который нас не любил, ненавидел и так далее и тому подобное. Так вот, что говорит этот кумык. Возможно, не кумык, но под псевдонимом как кумык он пишет. А на самом деле, говорит, это было не так. Чеченцы, говорит, были холопами у кумыков, и они ухаживали за лошадьми. Поэтому без этих людей, кто ухаживает за лошадьми, кумыки не выезжали никуда. И он это пишет, причем большой текст, это я сократил еще. Пишет вот такую ересь. То есть человек сел, скинул документы, показал, что на документах так-то, так-то. А он пишет вот такую вот ерунду. По крайней мере, он представлялся, я не говорю, что он кумык, он представлялся как кумык. То есть мы использовали чеченцев якобы, чтобы они ухаживали за лошадьми и всему остальному. Вот такой бред. Вы помните, рассказывал наш нарнеец Руслан Бузуртанов, который рассказывал, что за кусок металла якобы адыги охраняли ингушских простых крестьян за кусок металла. Вот такой из этого же рода бред, вот этот, который рассказывает. Когда вы предоставляете официальные документы, спорить не нужно ни с вами, в принципе. Вы ссылаетесь на определенный документ, аргументацию. Если у них есть контраргументация, предоставь, пожалуйста, документ или свое недовольство вырази в адрес Российской Академии Наук, историкам. Нет, никто этого не делает. Заходят на сайты, заходят в директ и начинают оскорблять. Причем сегодня зашел один с арабским именем, там у него стоит аватарки, то ли Аллах было это, что-то религиозное. И все, что он пишет мне, мне стыдно было. Валлахи, биллахи, мне стыдно было перед Всевышним Аллахом. Я даже не знал, что сказать. Не из-за его грязного рта. Ну просто аватарки Вот я о чем говорю. То есть, и когда, говорит, он мне пишет, вы, говорит, Купчельги, посмотри, короче, раз ты такой историк, да ты не историк, посмотри, зайди реальную историю Купчи и так далее и тому подобное. Я молчу, он не оставляет. Если ты историк, скажи мне, кто такие Купчи и так далее, Купчельги и тому подобное. Я скинул 3 документа. И на всех 3 документах великолепно Яковлев записал, кого называли Купчи и Купчельгами. Даже сегодняшним днем, если это считается торгашами, то есть те, кто занимается бизнесом, грубо говоря, сегодня это и есть купчельги, по их пониманию. Но в исторических документах все написано, кто они и кем они являлись, и кого так называли написано. И написал это опять же не чеченец, а тот самый Н.Ф. Яковлев, Николай Феофанович был, или, кажется, если не ошибаюсь, Яковлев, друг того самого Заурбека Мальсагова, который написал великолепную там книгу, на которую они ссылаются, «Ингуши», кажется, называется. Я ему скидываю. Засунь себе эту книгу туда-сюда. Ну, сам ты просил, полчаса мне говорил, скинь, докажи мне, скажи, кто такие купчельги. То есть, к чему я это говорю? Люди необразованные, не имеющие основания, не знающие истории,
они порой несут бред. И когда не могут справиться, они сразу переходят на мат, на оскорбления, на личности. Ты рыжий, ты такой-то, ты сякой-то и так далее и тому подобное. Почему каким-то образом вообще приписывают терских казаков? А при чем тут терские казаки? Как раз таки на территории Чечни всегда во все времена меньше всего проживало и терских, и сунжинских казаков. Меньше. В этой области здесь проживало. Я не говорю, что вообще, но если брать характеристику всей территории Чечни, их было меньше здесь. Возьмем сунжинских казаков, ладно, и возьмем терских казаков. Терские казаки всегда были за териком. Все источники, где они пишут, что чеченцы воры, они нападают вечно, уводят скот, и стычки у них были с кем? С чеченцами, в основном. С этими. А сунжинские казаки и вместе с терскими. Потом Ткачев написал ингуши и чеченцы и так далее. Там, посмотрите, там каждое второе слово и о вас, и о нас, оно одинаково. Вот вы рассказываете. Мне не надо говорить, что кто-то из нас рассказывает. Что он сказал, что он терский казак. Я вам еще раз повторяю. Все эти сказки, весь этот бред, сплетни, перечеркнут генетическими данными. Но не может быть генетический код терской казачки, терского казака, допустим, примерно возьмем он N или там R, и возьмем гунай, у которых J2 или J1. Какое они друг к другу отношение? Они вообще не имеют никакого отношения. Или вы хотите сказать, за эти 150 лет они трансформировались, эти терские казаки, стали J2 и J1, что ли? Ну это же бред. И причем гуноевцы сдали это ДНК. Варандой точно то же самое, не имеет никакую гаплогруппу, относящуюся ни к терским казакам, ни к Воронцову, который был там российским генералом или офицером. Не имеют никакого отношения. И Эрсной тоже не имеют никакого. Эрси и Эрси это одно и то же. Это русский тейп, который во время имама Шамиля сформировал. Вы что за бред несете? Эрсной чистокровные ногчи имеют гаплогруппу в основе своей J2. Если они русские, как вы говорите, просто совпадение, то, что на их диалекте, на нашем чеченском, галанчевском диалекте, что Эрси и Эрси там совпадают немножко. По названию совпадают. И называют Эрсной, что они якобы. Этот бред рассказывал и Руслан Бузуртанов, и Абадиев рассказывал, и все остальные рассказывают. Но нету, понимаете, генетические данные показывают, что и Эрсной, что и Варандой, что и Гунай. Это чистокровные ногчи. И у них ничего не связывает ни с терскими казаками, ни с сунжинскими казаками. И если кто-то украл, еще раз повторюсь, женился на ней, и если вы считаете вот это родство, что это как-то связано, да, были кунаками, да, воровали там, как-то пытались выживать, ну и что? Я не вижу ничего в этом. Что в Ингушетии нету жен другой национальности? Или в Дагестане их нету? Или в Кабарде их нету? Или в Грузии их нету? Ну назовите хоть один регион, вот моноэтничный, только вот женились на своих, выходили замуж за своих, никого не брали и так далее и тому подобное. Понимаете? Поэтому сегодня, честно вам скажу, когда вот эти записи, как раз начиная, возвращаясь к этим записям, распространяют, ты их послушаешь, ты, ну, я не знаю, ты будешь там не то что генералом, язык наш, все наше, Кавказ наш, это непосредственно, это агрессирует, это настраивает твоих соседей, которые относились очень хорошо к твоим предкам, к тебе, а ты вот эту чушь, которую кто-то написал, взял и раскидывать, и верить в это, конечно, бомба замедленного механизма. Это самоуничтожение. То есть настолько врать, а потом поверить в эту ложь и говорить, что это наше, ну, ладно, кто-нибудь, если вдруг при деньгах такой, как Абадиев, у него будут деньги, он решит вот по этим рассказам сделать книгу, сядут и напишут, что это невозможно, это все возможно. Еще раз повторюсь, мне, допустим, сказки Нарнии не нужны.
спуститься на реальную землю. Еще раз повторюсь, великолепная база. Почему я говорил Хасан Бакаев, почему я говорю Ильяс Сигаури, Джамирзаев Саламу. Примерно, да? Ладно, возьмем туда же Гапурова Шахрудина Андреевича, возьмем там Зулай Хасбулатову Имрановну. Там есть еще ряд, плеяда там историков, которые более или менее хорошо написали, имеется в виду. Яуза Ахмадова возьмите, вот Чечня, вот эта земля чеченцев, это вообще хорошая книга. Там вот народ и земля, горная Чечня, начало 20 века, в трудах современников. Возьмите книгу, если вы хотите противостоять любой лжи тоже, возьмите книгу Хамзата Умхаева. Он же не просто так написано, эти главы, где опровергают о чистокровии, о том, что вы полукровки и так далее. Он все опровергает в его книге. В поисках национальной идентичности. Есть же книги. Вот давайте читайте, возьмите, и они не такие трудные. Прочтите один раз, потом вы можете спокойно пересказывать это своим детям. Не надо ненавидеть людей. Не надо оскорблять народы. Лжец он и есть лжец, где бы он ни был. Среди чеченцев, среди ингушей, среди дагестанцев. Мы не просим просто-напросто перекидывать. Если ты берешь всякую чушь, распространяешь со скоростью, я не знаю, по WhatsApp и везде, где можно, это ни к чему хорошему не приводит. А учить свою историю нужно. Начиная с древних времен. Я знаю, что мы относимся к Урарту и хуритам. Вы говорите об этом. Откуда ты знаешь? На чью ты книгу можешь сослаться? Где сравнительный анализ между языками? Старостин, Сигаури, Бибулатов, кажется, его фамилия вроде бы, Хасан Бакаев, кто там еще этим занимается? Понимаете? Поэтому здесь там очень много интересного. Я приведу вам один пример. Осман Бошвари, он панкийский кистинец. Когда мы проводили эфир еще в 2019 году, после этого инцидента, очень часто они были в моем эфире, мы разговаривали с ними, вы помните, тот, кто с нами с тех пор, с 18-19 года. Когда я ему сказал, что сваны близки родственны чеченцам, и что есть одинаковые слова, он, являясь, закончил грузинский государственный университет. Он умница, этот парень, реально очень начитанный. Когда Булатбиев, да, Бяхмамилах Тимур, Булатбиев. Когда я ему сказал, что у сванов есть одинаковые слова по значению, по смыслу полностью с чеченцами, и что сваны это один из народов, который является близко родственным, как хивсуры, пшавы, тушины, сваны. Он говорит нет. То есть он согласен был, что пшавы, хивсуры с ними согласен, а вот со сванами нет. Я ему сказал, проверь. Просто проверь. Альхамдулилlah, что этот парень оказался умницей. Он связался со сваном. Он заходит, говорит, просит прощения мне, говорит, Башлам, Бях Мабила, я узнал, говорит, я не знал до этого. А это панкийские кистинцы, которые 200-300 лет проживают в Ахметовском районе, в Грузии. Он узнал, он говорит, бегло пробежавшись, 200 сванских слов полностью по значению и смыслу совпадают с чисто чеченским языком. 200. И то он не провел полного анализа. Сваны это не такой большой народ в Грузии, там до 20 тысяч, если я не ошибаюсь. И граничат они на самом деле, там, если я не ошибаюсь, Кабардино-Балкарии, Осетии и Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесии, да. В этой области, то есть они не так близки к нам. Понимаете? Поэтому надо эти вещи очень важно. Что касается Нохпаев Мархабы Буябац, есть книги, возьми, прочитай. Есть версия, написанная и грузинскими учеными. Мы, Нохчи, являемся прямыми потомками, которые появились от пророка Ноха, алейхиссалам, то есть от его сына Иофета. Вот. У него было 3 сына, Сим, Хам и Иофет. И вот автохтоны Кавказа, кавказиане, они появились от Иофета. В том числе и Нохчи, в том числе и некоторые грузины, в том числе там автохтонные там леки. Это все описано и грузинскими учеными, и армянские ученые об этом говорят. Но это одна из версий.
кто хочет, в то и верит. Что касается Нух пайгамбар алейхиссалам, хоть ты это не написал, я говорю о тебе, надо писать это. Достоверность этого, кто-то может верить, кто-то нет. Кто-то верит в название, как от произносившийся Нах Чи, то есть Нах Чи, что от этого происходит. Поэтому Мюлх книг Ях, Юбашлам и истории. Вот в этой. Кстати, если я не ошибаюсь, очень много статей со ссылками на документы у меня на странице, вот где вы сейчас смотрите Инстаграм, спуститесь в 18-19 год, я, кажется, несколько раз разных версий написал о том, что непосредственно грузинские ученые ссылаются и указывают, что и армянские ученые утверждают, что мы как раз таки являемся потомками Иофета. Это написал, если я не ошибаюсь, это был Дир и Мар. Мар точно был, я точно знаю. Мар тоже указал, что мы являемся потомками непосредственно прямыми. То есть те, которые непосредственно являются автохтонным народом, они появились, вот, живут здесь на Кавказе, а вы знаете, что Нохчи это один из самых древних и автохтонных народов, который проживает на Кавказе. И это говорит после этого ученый Блюменбах, который приехал в 19 веке в Чечню. Он указывает, что адыги, что грузины, нохчи, ну и там лезгины, относящиеся к лекам, они все являются потомками Иофета, то бишь сына пророка Ноха, алейхиссалам. Что автоматически обозначает. Там не обязательно мы почему-то имя Иофет забываем, и сразу же переходим к Ноху. Ну, от его сына. От Сима появились семитские племена. Это негры, арабы, вот, евреи, они появились. И от Хама появились хамикиты, их по-другому, кажется, если не ошибаюсь, называют. Это, ну, те, у кого узкие глаза, то есть это монголоидная раса. Если по расе сказать, негроидная раса от Сима, монголоидная раса от Хама, и кавказианская раса от Иофета. Адам пайгамбар дүният тхамуат хилла Бог да. Вот слушайте, не надо вот эти вот, опять же вы затягиваете меня, Адам пайгамбар. Никто не знает, какой был язык у Адама пайгамбара, алейхиссалам. Никто. Да, вот эти догадки, рассказы, это все бред. Нету доказательства. Определенное время ученые считали, что там самым древним был арамейский язык. Потом другие начали. Потом сейчас евреи там говорят, что их язык самый древний, что ему 6-7 тысяч лет. Сейчас появились еще там некоторые нарнийцы, которые говорили, что у наших братьев Алла там язык 6 тысяч лет. Ты начинаешь проверять это все. Там есть целая языковая группа, кому это относится, кому не относится. Дагестанцы рулят и говорят, что их язык самый древний. Ну, статью, видеоролик, где лезгины говорят, что нахо-лезгинская языковая группа была изначально, но взяли и перемешали, сделали нахо-дагестанскую, это тоже версию услышали. Есть версия, что мы относимся там адыганахской языковой группе. Эту научную работу я тоже публиковал. То есть это версия, гипотезы. Какой языковой? Ну, в любом случае, кого бы ни называли, лезгины это автохтонный народ, адыги это автохтонный народ, картвелы и грузины это автохтонный народ. Вот и выбирайте сами. Нохчи это автохтонный народ.
Походу он сел. Сейчас слышно меня? Раз, два, три, четыре, пять. Хинс выходишь. Вохинсхест. Но сейчас я отключил от этого общего, как говорится, канала. И ситуация. У нас в Ютубе тоже подписчики. Если, Ютубе, в Ютубе, Инстаграме, в Телеграме. Если у вас есть что-то сказать или дополнить, вы можете тоже это сделать. Давайте дальше продолжать. И мы ответим на вопросы. Вы должны понимать, я не говорю, что я последняя инстанция, я знаю все, что все лгут. Нет. Я вас прошу, только не подставляйте наш народ, не подставляйте нашу великолепную историю, древнюю историю нашего народа. Изучайте, посмотрите, сколько доказательств, косвенных, некосвенных и так далее и тому подобное. Тогда уже исходя, если вы видите одну версию, один ученый написал, второй ученый написал, третий, тогда эти гипотезы уже можно более-менее, ссылаясь на каких-то ученых, выкладывать и говорить, что есть такая гипотеза, она написана нашим ученым, чеченским или не чеченским. Просто, когда говоришь о чеченских ученых, вы слышали, что говорил наш гость из соседнего Дагестана, он говорил, по крайней мере, что он кумык Хасаюртовского района, да, он говорил там, тяптари это ваши сказки, которые там рассказывают, не буду говорить там, называть там другие фамилии, да, но не суть. То есть тяптари, они не являются сказками. Это как раз-таки наш полевой материал, который сохранился. Если они его не сохранили, ты можешь говорить о величии того, что ты управлял чеченскими землями, что у тебя там были замки, города. Ну, когда доходит вопрос об элементарной археологии, где доказательства вашей великой цивилизации, которая была на этой земле? Почему вы сами жили на голых скалах, другие в песках, болотистом месте, да, грубо говоря? А самые плодородные, самое богатое, красивое место, которое называлось Нохчичу, отдали чеченцам, которые вам подчинялись. В этот бред вы сами хоть верите? Ну это же ерунда. Нас было много, мы умирали, а вас стало больше, потому что вы это... Ну где? Человек, который это говорит, где эти побоища? Где эти военные действия? Где они записаны? На каких скрижалях, камнях, папирусах, я не знаю, овечьей шкуре? Где это описано? Какими греческими, извините, астафируллах, богами это зафиксировано? Самая выдуманная там считается греческая история, да, которую трудно доказать, но хотя бы записано. Так у вас и нету даже того, что записано. Но вы все пытаетесь рассказать нам, кто такие чеченцы. Грузинский царевич записывает, что когда он спустился, проехал между кистинскими кабаками, которые спрашивали, брали с него за каждый проезд дань, он наткнулся на город Чечен-Гал. Чеченское название Чечен-Гал. То есть он говорит о городе Чечен. С другой стороны, заходит другой, тюркоязычный, будь то, или авароязычный, сюли или гунки, заходит и говорит, там было написано Чечен-Тала. Почему? Потому что Тала у них есть, а не Чечен-Гала, как может быть лингвистически, если и на этом камне было написано, как они говорят. Зачем там должно быть Чечен-Тала, если нету ни одного захоронения, если нету ни одной могилы, если нету, в раскопках не находят другой ДНК? Почему это не может быть, как указывает грузинский царевич, Чечен-Гал? А должно быть Чечен-Тала. Тал-Гал. То есть, точно так же Искерк, Искери, Искерт. У этого, как указывает это чеченский историк Саидов, нет. Понимаете, тюркский язык, которому проще сказать Ичкерия по-тюркскому, это выгодно. А выгодно это элементарно почему? Потому что в основном, когда чеченцы спустились, со своими названиями, со своим языком,
внизу торговлю, все плодородные земли заняли кто? То, что осталось от нашествия Тамерлана. Они сидели на этих землях. И нужно было каким-то образом, и воевали, и сопротивлялись, и нужно было какой-то язык найти общий. С учетом того, что они были передовые войска, их было намного больше. В одном сражении Тамерлана и Тохтамыша, мы знаем об этом по источникам различным, было в некоторых источниках говорится, что до 500 тысяч. Со стороны Тохтамыша 300 и со стороны Тамерлана 200. Некоторые говорят до 600 тысяч. И с этой стороны было по 300 тысяч. И что река Терек-река была полностью красной от крови. Настолько там людей побил. На тот период войска Тамерлана или армия Тамерлана, это была такая же непобедимая армия, как и во времена Чингисхана. Поэтому он хотел повторить именно тот же путь, который совершил великий хан монголов Чингисхан. Но у него не получилось это. Вот в чем проблема. И чеченцы, которые после реконкисты, после уничтожения Тамерланом, которые начали возрождаться, потихоньку спускаться, сталкиваются с кем? Правильно, тюркоязычным населением. И как она у вас раньше называлась? И почему это у вас Искерк? Нет, он же не будет. Зачем тюрки, которые считали себя доминирующим, важнейшим фактором на тот период, будут говорить это Искерк, это чеченское ногче слово? Они не будут это говорить. Они будут это фиксировать так, как они хотят на своем тюркский лад. Вот только наши, к сожалению, не настаивают на своей изначальном названии. Некоторые, по крайней мере. А говорят, что это тюркское. Какое тюркское? Какой проход сзади? Вы видели, где находится область Ичкерия? Как определить эту территорию сзади и спереди? С какого? С восточной стороны зад. А западной, получается, перед. Так что ли? Вот только как-то нелогически это. Если уж на то пошло, это должно быть перед, потому что восход солнца с востока. И сзади садится на западе. Если даже были, представим, что были такими тупыми, которые начали называть восток задом, а проход сзади называется в переводе Ичкерия. С чего это вдруг? Или проход в внутреннюю землю. Какую внутреннюю? Ичкерия не была внутренней землей. Внутренняя земля это как раз таки была Шатой. Шатой была внутренняя земля. Потому что с одной стороны Дарьял, с другой стороны Ичкерия, грубо говоря. И то посередине получается Шатой. Шатой, Шали. Вот эта область, это является центром нашей территории. И почему ни с южной стороны Зад, ни с северной со стороны Наура, Наур, как на нашем чеченском языке обозначает север. Почему с этой стороны? Вот так переняли тюркский язык. Потому что нужно было покупать, продавать, с ними вели. Большинство всегда диктует. Окей. Приведу вам пример. Сегодня на каком языке я с вами разговариваю? На русском. Это родной мой язык? Нет. Он доминирует? Доминирует. Почему? Потому что 140 миллионов русских, ты их не научишь чеченскому языку. В то время такая же толпа была среди тюрков. И их язык перенимали, имеется в виду, разговаривали с ними на их языке. Вели бизнес. В то время покупать, продажа, это все, что обменом заниматься, это и есть бизнес, и нужно было с кем-то общаться. Опять же делали набеги с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны Сюли нападали, с другой стороны Новые нападали. Заключали договора, кто был на плоскостной территории более сильным. Брали, звали князей от кумыков. С другой стороны, более южной стороны, брали те, которые заселили во время до реконкисты, когда чеченцев загнали в горы, туда уже спустились Сюли. Сюли тоже заключали. И когда только чеченцы начали спускаться и возрождаться как народ, усиливаться,
Они их геттик отсюда, домой. Или убивали, или прогоняли. Если какое-то было справедливое отношение, чтобы между чеченцами была справедливость, чтобы никто, кого бы ни поставили, не говорили, что я там не подтягивал свою родню, оставляли. И они занимались менеджментом в сегодняшнем языке. То же самое было везде. Если вам начнут вешать там лапшу с западной стороны, что это не было, то же самое. Вплоть до Дарьяльского ущелья владели кабардинцы. Кабардинские беки. И сегодня, если говорите нет, то возьмите элементарно договор 1810 года. Мы обязуемся больше кабардинцам, чеченцам дани не платить. Так написано. А это 19 век. Каким образом они завоевали, было это сначала Ивана Грозного или нет, и так далее, и тому подобное, неважно. Но они владели этими землями. Потому что нас было с Гулькин хвостик после уничтожения Тамерлана. Высокогорье, куда другие не лезли. В узких ущельях их перебить было проще. И даже Тамерлан не смог уничтожить всех, когда хоть и прошелся огнем и мечом. Эти вещи нужно знать, эти вещи нужно говорить. Стыдиться здесь нету ничего постыдного, когда вас мало, до тех пор, пока не укрепится твой народ, все это не произойдет, то нужно выживать. А выживать мы умеем. Однако, насколько я знаю, я не видел таких целых трактатов, где пишут, что всех там, чтобы ассимилировать, там брали в жен у кумыкского там, грубо говоря, Мурзы было столько-то чеченских жен, или у чеченского там воина такого было столько кумыкских жен, этого же нету. Нету. А если было бы, хоть один историк бы это зафиксировал. Как в случае с Ермоловым. Зафиксировали ведь? С именами, где были, кем были, чья дочь была, за кем замужем была, как его мужа там устранили из-за того, что понравилось там Ермолову. Это все есть, описано, это исторические данные, не мои. Да, чтобы очернить некоторые пытаются, опять же, возьмем ту же якобы так называемую жену Ипполитова, или там якобы кому-то, какому-то Аюбхану там отдали, с чего вы взяли это? А элементарно. На сегодняшний день многие арабы, когда ты с ними общаешься, у меня лично, когда ты им говоришь, мы не выдадим, а разве другие не говорят, сколько написали мне людей из Дагестана, когда я сказал, что чеченцы должны жениться на чеченках, или же на своем же там народ, там на ингушке. Мы один народ. Имеется в виду одна кровь, братья. Все, началось. А почему мы не должны выдавать? А мы должны, а вот ты такой, а вот то. Я не говорю, женитесь на ком вы хотите. Я никого не могу заставить. Понимаете? Я насильно никого. Это дело каждого индивидуально. Вам с ними жить, вам там жениться. Я не говорю, нельзя жениться. Я не говорил этого всего. Я просто утверждаю, что наши женщины должны. И сразу недовольны. Он это сказал. Он там начинается, вспоминает, что кто-то там женился. Ну, кто-то женился. Женился еще полбеды. Это-то хоть у нас патриархальный строй. Не матриархат. Как у евреев. Тут же есть какие-то ограничения. И должны это понимать. И если мы занимаемся и говорим, занимаемся историей, и все это, как говорится, как дважды два, здесь не должно быть никаких противоречий. Не должно быть каких-то там недопониманий в этом. Мы не хотим. Все, ты становишься нациком, ты становишься кем угодно. А если отдаем, потом появляются вот такие статейки, выдали, валейкум ассалам, вы выдали там, за это выдали, за то выдали. На самом деле женами Ермолова были Гунядин, Чеченко, Бош, Ашел, Бершдос, Полсыгершел, зная, что это заденет нас. Это Медни Мударова тоже, откуда она, как она пришла, к кому относится, известный факт.
Они пришли, эшба то, что бэкна, штелацел, муква, штебана, штелацел. Это мы знаем свою историю. И кем она была, знаем. Если даже этот, все факты, вот вышла и так далее и тому подобное. Ну, посмотрите, зайдите. Я не хочу лазить в чужой, как говорится, огороде и в шкаф чужой лезть. Но там не меньше скелетов, если не больше. Ладно, оставим эту тематику. Боюсь, что я сейчас могу рассказать слишком много. Поэтому стыдиться не нужно, надо изучать, нужно знать, как преподнести контра вохон башлам. Я не понял, что. Контра. Только за вохон башлам. Только контра башлам. Ибраим, смотри в телеграм-канале. Там есть один незаконнорожденный, всегда заходит и просит микрофон. Ему не давай, войник войшвы гвала, войчин халате микрофон. Потому что... Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату, брат Иса. Художник Мокш Айш. Иса Терлоевский. Да, да, цаум Иса, да, что? Башлам, я вот к тому, что ты говорил сейчас, да, вот по поводу вот этих князей, занятий территорий, да, вот как пример, как образец, к примеру, я говорю, вот, был имамат Чечни и Дагестана. Имамом был аварис имам Шамиль. Вот. Сегодня мы можем сказать, да, к примеру, да, условно можем сказать, что имам Шамиль пришел, захватил Чечню, нагнул всех чеченцев, поставил на колени, сделал рабами, там, обложил данью и так далее. Мы можем такое сказать, но это же не так, да? То есть, в принципе... само собой. Вообще не так, я бы сказал. Да. Но остается единственное, что он правил у нас. Да. И как он стал правителем, это известно. Наверное, вот показатель, как пример, вот так же, наверное, либо приглашали, либо приходили, либо убегали к нам, да, либо скрывались у нас, да, вот такие вот одаренные люди, скажем, которые способны вести какую-нибудь государственную деятельность, там, языки знает, образование знает, счет знает и так далее. Вот как пример, да, имам Шамиль, да, можно сказать так, а в действительности это было вот так. Поэтому вот эти все разговоры, они... Я с тобой полностью согласен, но буквально вот это выступление, типа, я говорю, как этот человек исковеркал, он красиво, грамотно написал, но он говорит, якобы Ермолов указывает, что без чеченца, якобы чеченцы ухаживали за лошадьми там и так далее, но это такой бред. Просто страшно. Да, бред. вот они вот это вот переделывание, передергивание вот этой вот ситуации, оно присутствует вот этих вот непонятных людей вообще. Смотрите, и еще вот, если мы говорим о данной ситуации во время реконкиста, вот как раз сейчас Иса рассказал, допустим, есть в истории момент, мы знаем, да, Ханкальское сражение с Каплан-Гиреем, кажется, его звали, или как его там звали, который, крымский хан, который попросил там отдать столько-то женщин, столько-то и так далее. Когда было сражение, описывается это сражение, указывается, что этот Каплан-Гирей, если я не ошибаюсь, его имя было, может, если я ошибаюсь, он попросил, когда попросил Турлова... Да, Каплан-Гирей, да. Да, он попросил Турлова и сказал, мы с тобой родня, мы говорим на одном языке, ты должен предоставить мне определенное количество воинов и лошадей, для того, чтобы там они должны были пройти, вот Сюйль-Куартни, пригородный Ошметкю, вот Сююк-Улани, да, ты должен предоставить людей, чтобы наказать, уничтожить. Что делает Турлов? Тот самый Турлов, который, я так и не понял, то там кумыки говорят, что он их,
то аварцы говорят, что он их, андийцы говорят, что их, я черт его знает, кто бы он ни был, но не суть в этом. Что он делает? На самом деле, в принципе, он мог бы сделать ставку на Каплангирея, с учетом того, что он шел в Дагестан поддержать дагестанцев. Он мог бы ему посодействовать, чтобы с ним было. Что делает Турлов? Турлов со стороны Бердекеля и Чечен-Аула, нынешнего я говорю, через реку Аргун отправляет 200 лошадей и воинов поддержать поддержку чеченцам. Именно чеченцам он отправляет его поддержать. И это случай, несмотря, что он управленец, несмотря на то, что он был менеджером, но если это так записано в истории, мы должны трактовать, говорить, что это вот так было. И это благородный поступок и правильный стратегический ход, потому что, зная чеченцев и чеченскую натуру, вполне возможно, потому что он здесь жил, здесь непосредственно был управленцем, он понял, что после первого уничтожения, то вторые, третьи, сколько бы их ни было, чеченцы будут биться до конца. И отправил в поддержку непосредственно к ним. Там говорится 200 лошадей, в одном месте 200 лошадей и людей отправил, он говорит, поддержать чеченцев. А чеченцев было всего там 5000 с горстку людей против Каплангирея. Там по-разному слышал цифры, сейчас я называть не буду, но они в разы, если не в 5-6 раз больше, чем чеченцев. Вот такая вот ситуация. Разве мы говорим, что этого не было, что Турловы там ничем не помогли? Нет. Хороший поступок в истории совершил, поддержал чеченцев, поддержал. И насколько я знаю, последний из рода Турловых умер в 2014 году. Из потомков имеется в виду. Но, что я хочу сказать. Его прогнали с Чечен-Аула. Есть записки, где он там писал, да, чтобы вернули обратно под руководство. Его прогнали с Чечен-Аула. Он уходит дальше. Это область Сунжи он ходит. Оттуда его прогоняют. Он пишет опять же сунжинским казакам, чтобы они помогли, наказали, побили чеченцев, и чтобы вернули обратно ему землю под его начало. Оттуда его прогоняют. Он идет Чуртогой. Это Петропавловка. Оттуда его прогоняют. Он уходит до Дойкрою, Толстоюрт. Ныне Толстоюрт. Оттуда его прогоняют. Он уже потихоньку, по Тереку. Это все описывается. Он уходит основывается, считается, и я вам по документам архивным зачитывал, Лахнойри. То есть я не говорю, что там снизу не было чеченцев, но эти земли уже были под ними, да, уже когда начали подтягиваться. То есть какой бросок от Чечен-Аула и до Лахнойри для того периода потихоньку. И что происходит, друзья? В 1840 году потомки того же самого Турлова, который основали, да, какое их было место и насколько там они имели могущество над чеченцами, я хочу показать. В архивном вестнике Чеченской Республики за 25 год, 11 выпуске, говорится, когда пришел Швайк Мулла Центероевский, Магома Ахверды, Хамзат Нашхоевский, пришли к мирным чеченцам, натеречным чеченцам, Джамбек Аматов, Аматов, вместе, вот Хамзат Нашхоевский и Джамбек Аматов переворот производит, оттуда всех чеченцев в процентном соотношении, я зачитывал, вы слышали, вы можете посмотреть в нашем предыдущем эфире. А земли чеченцев в то время были до самого Моздока. И селение все это, которое сегодня называется Октябрьское, сегодня называется Терское, сегодня называется Предгорное, Шанхай по-другому его называют. Сейчас там проживают в основном кумыки, это все до Моздокского моста. Все эти территории, села там принадлежали чеченцам. Они были зандаковцы, они были алироевцы, они были там чермоевцы, не суть. Из разных чеченских тейпов. Нашхоевцы там были. Что происходит, когда они приходят, нападают, людей уводят, и этот здесь описывает, в каком тяжелом положении были эти князья, которые
якобы принадлежали эти все. Они убежали за Терек к казакам терским и прятались среди них. Настолько у них безвластие, не скажу, бессилие было. Это все архивные документы, не чеченские, опять же. Это архивные документы, которые хранятся и которые описывает царская Россия с того периода. О каком могуществе и управлении тех или иных князей, беков, шамхалов вы говорите, если они бегут и прячутся за терскими казаками среди них? Всех, кого могли, забрали, все, что могли сожечь, сожгли и ушли. Единственный, кто смог сопротивляться, они сами указывают на этих документах, это был потомки Бека Черкасского. Но те уже более там крупные были. А остальные сбежали, спрятались за Терек. Я же вам, поэтому читаете документы. Вам это не нравится, вы не слушаете. Я знаю, когда читаешь, это не настолько круто. Но надо слушать, это важно. Это Терская, Октябрьская, Предгорная, какие у них названия были. Кто из чеченских тейпов их основал, фамилия его, что они служили в царской России, как их обманули комендант крепости Моздок. Все это я вам зачитывал в прямом эфире, чтобы вы знали. Теркист нохчи вай маюкис. Тига аш бол занд куай, алар вай, наш куай, бен вай, чер вай, ищадо вай тейпниш, энг вай. Энгнуа беспо. И сейчас Энгнуа инзели духбой, Теркист цани. Это все были там. Оттуда уже и Псидах, как говорится, и Троицкая, и Вежриюрт, и все остальное, они через это ушли в Малую Чечню. Это еще в то время оно относилось к Малой Чечне. И где Джамбек Аматов умер в сражениях, как все там описывается. Просто послушайте немного. И вы будете знать, как наша северная земля. А эти селения сегодня переименованы. Этих селений, которые сожгли, убрали. Понимаете? Теркист это наше золото на самом деле. Это великолепные наши пастбища. Теркал Сиха, Теркал Диха. Они исторически были нашими. Хазнесан беркети меттиг мою, хазметтиг мою и йок меттиг мою. Мы закрылись в этом городе, как будто ничего, кроме Грозного, там, Гудермеса или Шали, больше ничего нету. Иш, дяш, мацол. Какое у вас стратегическое мышление? О каком будущем? Уайдите, апхимиллион, деба, где мы собираемся жить? Вы посмотрите, как наши башни строились. Там он говорит, массугум предусмотреть ты на царь. Чтобы вода была, чтобы тепло было. Все там предусмотрено. Холодильники внутри, не электрические, а каменные в башнях. Понимаете? Я что-то не видел хвостунов, которые рассказывают о своих башнях, что у них холодильники. Я вам показывал в наших башенных комплексах холодильники, где держали сухое мясо, кукурузную муку, которая не портится. Я вам показывал в этих башенных комплексах, да, в этом году я буду еще больше уезжать. Я вам показывал отопительную систему, арочную систему, отопительную систему, каминную систему. И те, кто живет в Яркисте, это такие же ногчи, которые с гор спустились и осели там. Кстати, после реконкиста все. Те же биноевцы, Теркистер Беноют, это биноевцы, которые с Нохчмахкоев. Те же Чермой, это те же Чермой с Махкитов. Те же Зандхуа, это Занд Ари Ошу, Зандкар Хабе Албол Метти Геошуне. Энгной, то же самое, которые оттуда спустились и по Тереку свои наши земли освобождая, заселились туда. Вой тепниш мадуиш. Шоной, Энгной, Гуардвай, Зандхуай, Чермой, Чертвай, Шабиш, вой тепниш, Нашхуай. Наши там живут. А вы сядете говорить о политике, мне больше всего нравится стратегическое ваше мышление. Вот мы построим государство. Какое государство? Ты не можешь своей территорией управлять. Ты не можешь сказать «Херваю, Харваяц». Хокабеш войнишбу, вой цахил диез, вой бартхил биез, вой наургал хильез, вой там энхишка гал хильез, сирноводск гал хильез, вой ветен гал хильез, шейл хильез, вой куршлова хильез, вой ючу алмадизи.
Даха эт мадьези, царя галыша маези, закрылись в одном месте, свяж гал, все. Гал, свяж гал, все, каймадац. Устрад гал, свяж гал, урс мартан гал, очкой мартан гал. Ишт амегер мадац, вайн латниш диез, вайн дехни лилу диез, вайн кадия диез, нукбия без, гуттара пенсии пособи бош. Илмавац. И нефть цен, вот самуч клейн хвой, теркис дахиец мечтать, наур диха наурил метик дахиец мечтать, наоборот асам уабиош метик стига ценош деш, вой швардал диеш маду, вой деб диеш маду, вой хинца хокадол, вой 1,5 миллион 600 дуой, вой и то уже ока, мич уже диесьява цан истервук истекаешь, почти гумая маяц. تيرو ما قامي دو ها هايوت وي غلنچور او قاعده ديدو حلوه لا ما تشون غلنچور сан и тон قال حلوه ما целя аскиет то что он целя потому что тиро ما حلوه че тиро это она почти что базеру мич вахор бушал тиро сулямнишка сега многоэтажный цену что долларду сега отопительной системе я говорю хинц уже привыкнул моден ой белоручка шхела ой доухи ой хит эдо цаквина гух вахай хали шос кузгода оавэж тана такерчерму во всей горной системе Чеченской Республики, горных районов, из 1 650 000, я же вам проводил статистику, из 1 650 000 человек в Чечне, в горных части нашей, это Галанчожский, это Шаройский, Серноводский район, Веденский район, Ножеютовский район, проживали в то время 100 000 населения, из 1 650 000. Остальные все живут на плоскостной территории. Предгорье, плоскостная территория, это фактически одно и то же. Самый густо заселенный из горных районов это Шатой. Башлан, Ай. вот ты рассказывал, часто говорил, помнишь, в царских летописях отмечалось, что у чеченцев во времена еще петровских походов было захвачено 1 миллион... 2 миллиона. 2 миллиона. А вот теперь скажи мне, интересно, до Кизлярских степей были леса в те времена, Да. В Чечне, на правом берегу Терека. Да. Где паслись эти миллионы? Левое бережье. Правильно. Левобережье. Для этого количества овец огромная территория. Это были наши территории за Тереком. Да. И знаешь, меня вот постоянно такая мысль интересная посетила. Вот, например, у Лондона есть Тенза, у Рима есть Тибр, у Багдада есть Тигр. А у нас и в Париже есть Сена. Да, а у нас есть Терк. Она могла бы стать внутренней рекой города Грозного, что слева, справа, это же вокруг реки должна быть. Да, но смотри, набережная. Да, Айса, альхамдулилlah, благо наше руководство нашего региона, стратегическое мышление. И вот эта дорога, которая сейчас можно будет с города Грозного доехать до Наура буквально за 30 минут, это просто-напросто, это будет неописуемо и настолько экономически, стратегически важно, если Наур реально будет расти, диайл мазалкюй, цюнща мялил потенциал аерюк. Он дальше наши очень хорошо строят и много строят. Но и потенциал экономический, ой, сияхьялит, ой, лахтанцани, кидей хлита, худадиз. Хокюк и чулячер, арадел. Нойр галах вахош диез, Серноводск галах вахош диез, Очкой галах вахош диез, Цигах развиваться диез, расширяться диез, шумда диез. А хун маха ара сюэлж гал, вая мую. Ца Терский дуплу, Терский хребет. Другой Сунжинский хребет. Третий это Кавказские горы. Залезьте на самый небоскреб, самый большой небоскреб в Грозном, бизнес-центр. Посмотрите вокруг, и вы поймете, что город Грозный находится в котловине. Он находится в котловине. И выход из этого котловины, это горлышко, это Гудермес.
там находится горлышко, а остальное вокруг. Везде находятся горы. Большие горы, высокие. Я не говорю, что они неопределимы, речь не об этом. Но если стратегически мыслить, о котловине чуахельча, хилаха, диасия вальвиш хилаха, хата это бочмук. Значит, дейцеляется с низ эларитер. Понимаете? Ну, даже один вид Терского хребта будет просто Да. шикарный, наверное, главный Кавказский хребет. Вот, Азбог Гуду, мы должны, прежде чем говорим о великой, там, о величественных каких-то вещах, мы там 300 тысяч лет были здесь наездиками динозавра Бош, Амилш Дали, или вот говорить, что вой муатарду ва алейкум ассалам, надо думать о самом главном. Самое главное, что стратегическое мышление. Завтра что мы оставим на будущее своим детям. Если мы будем игал наши, я не про башни говорю. Сокровенное закрытое место это Галанчож, это Онкал, это не обсуждается. Нам никто там не позволит строить города. Почему? Потому что многие люди даже не хотят, чтобы туда туристы ездили. Да и, конечно, что это было место всегда сокровенное и только для чеченцев. Цеги любой ситуация, это сокровенное место. Остается плоскостная территория. А плоскостная территория, самые большие территории, и которые меньше всего освоены, это Мохникуашт, Шилковской на русском, это Науркуашт, Наурский район на русском, и Серноводский район. Да, там есть потенциал, да, это Малая Чечня, да, там оно заселено, но по сути своей имеется в виду вот из этих. Гудермес очень сильно укрепленный, имеется в виду, в этой области густо заселенное население. Там плюс и рядом Нажаюрт, это все, там с населением проблемы нет. А вот с населением на Урском районе, в Шилковском районе, густо заселенность я имею в виду. Посмотрите на карту. К сожалению, сейчас, подожди. В следующий раз я вам обязательно покажу. Шилковской район фактически и Наурский район, они пустые. Почти пустые. Ахылбиз, шаминш бутига ахылбиз биш. Вай муах бойс. Вай дайкешни штуш. Тига дол. Вай юрчу тига. Таган тига шико юрт ноғию. Мохне қуашта. Верзен ғал ошыл чирлёны. Тига цажим бисин ғунки бу. Теркел дия бақшыныз. Дия наур ағу аштажимыз ғылғасқи бу. Дуқа бір шәбіш дия сиямасына бір ноқчы бу. Amma tsigah ishtigal nish khiliz. Tsigah berkati lat nishtu. Tsigah hoqa wan shilo yolch khayna. Tsigah datawo yokhuk tsigah. Bastin. Kim stigat eyosh, uk stigat edosh do. Wa terk wan hahun yukhaz nesan. Tajim dich dadush lat nish lilosh. Wa habagan wa ustri bijni dit tseli berkat tuqe. وسيلي ما بو وين تقولاني إيش واخوش إز غلغاس قشي كوشمان دو ستافروبولي دقاتشوش كلميكي دقاتشوش جيم إلات نشتناخ واخيشوش داليوش هو شايف غال عديا شيا ونيورسيتي يقنيا تيقادين داق دوزنش ديز اتو بو هو غال داون واخيش غال шикардосно, конечно, кафе, туда-сюда. Ну, технин уэльяш востек вацка гал вован вахей. Но всю жизнь тиги вахейч баз. Башлам вайдозан сьол станич цара циенуаш цадок. Циенуаш док. Ах, со мазалк ногчиш хакья цир. Харшолт вамбершан. Со мазалк ахилла. Садевош тига болбяш волчера. سون خاتيجا سو مزل كحياتش نوخشي برق هيري غال إلوش روشا هيري دوزنا علوشا مزلك ونوخشي شكرا يرق وقرتل دولتكينش نوخشي شيدرتيجا وقرتل المشيش نوخشي شيرتيجا وقر أشلش نوخشي برتيجا
Ugar axdol nokčiš dakojaš benzin drcigi duak idin mazdok klater. Talesh dina terkistir nokčik onkhwai bahna. Tagna terkistir nokčik onkhwai stiga şey zapravk sha'yers. Wakhosh terqiyetan bu. Üç tiga tsagla way tiga tawa watsirq. Terkistir way wejri çol yurtari, lomaz yurtari, ayl yurtari, beno yurtari, üç bat hari تيجا ساعة وين كرت إيش بحلها صار ليلوش وقت يتصل تيجا صار تيجا دكنيش تين واش تيجا إيش تخل ما ديز حيق أودهم ما تصت دادول دوي داتي ويدي برخ بيد ما باتي عمتك بيز إستوري حييت وأول شيء سينس قيرت تيجا شن قيت أي رأس يتصل يصير Судин, тига хин терский казаки ша гонки бутига просто гонки диебш бутиги вахош бу почти ша меллега гонки хлабы улук тига беш. И предмостный гонки бон тига ашпеш духа беш. Цу ау цажимос нохчи буй, мазалки нохчи бу, терский октябрьский вожи юрч предгорна, ца нохчи вас почти. Ой, дабиол хашбу, айл юртар ломаз юртар дабиол юак иецер бизнес айр. Ишбу авушт ашбац. Азато онки диебшбу. Гар, цаюрти би йочоренс бридгорн мас сомехта почти онки бултига. Иш халду тига. Лома на халавигина эзерши эзерстек ваха ой иш парат лемниш дац. За определенное количество уахаурю, ой, реконкиста. Когда мы говорим о реконкисте, вы задумайтесь на секунду. Реконкиста произошла из-за чего? Потому что, в первую очередь, когда начали размножаться, восстанавливаться, хоушит эмшбящий, чирлатващий, ой, цанах оматул, ой, вежриш леренек маду, лат кезгду, аметик цину да метик эзгю дадило довой латто бош шарр уабана шикруай химуай холландуай чеберла уабана так нокшмакуай мак уабана иш вахбелш иш вахошин хаяк кирмай юния ва алейкум ассалам иш цадиня хари ихирамадат вай доча атайчани дош мадарвай. Мы самые крутые, мы самые чистые, мы самые закрытые, боша. Особош, амилшеш. Вайкам телхнир денс, тахлер денса, бишбу, канян балбоч. Кэхтасу. Живут одним днем Бог духа, дущик. Новый ингиной, боч. Керл юрт, новый ингиной, беркет юрт, цвантар юрт, новый шарой, керл юрт, ишта, киндайерч, теркел диях я элча, шавига, волхвахтин бах. Ну, из дуквай боштик, киумадац. Энгнуан балдик диш дук вабанаун. Энгнуан везриши дал сидуэль, үш правобережный абу, үш чэнти вабан, сига чэнт юртю, кей уабана үш галны абу масла бахасам. Так энгноя ма сон хукша эзгюм сирдуин да эстеркен сани уабан теркел сиха дюл кюрт каччас уахаччас бу энгноя. Энгноя доктай паду үш чо бержен буш. Лемниш кахат эхлат ниш тиекшду тарлур бац этсуа дуккамсиги чулуал меттик бац. مدر ديش إذا زلومن ثاني دول أتنش حدا خاتيجي واخوش سون خائز سوسوينا بوالبياش وشان شابر الحالور در قاعدة دير در ال وشبع تين ودير دو قدك دير دو ال يقي قميرش تنا عيد وشادك دل بور شوني هذا سون شي مليون أخش ديزي سون بجنش ديزي بوخش تعهم شيء تنا يوم ليلير إذا دق مدون ويشار مدني قميان حلوان أخل دو تجاه تيجا أحلخت إقوش شيلويو водоснабжение так иша мелдик настроить есть иша дик дадиз так бас текшол метик шма союз даже и тон кал хаюц свой галанчуш хаюц свой это метик шмаят тига иш пара тадаун чу ит изер стегвал метик емаят
لا من ثاني خلدو واخ والله ويملچو قميص ده حق وقميص يديدو أصبوش عايزو ده يعتلو معاوه يزو دعت أوريون وأوريون حازون تيح وقتين دعوي قرون سوا هون دالش خلدو تيجا وخلدو تيجا بيجن ليلا خلدو تيجا إرزو ليلدا خلدو مانجل تو خلدو قيدك ده إذا هينسا يو متوان جيم حالا بيولخش جيم حالا بيولخش يتأقق باخس 9 مليون 8 مليون قام تيجي احتياخا أردات لو معلاتنش ودينا تعت دينا بوكودون حال دوين دا مرحلة إستوري تاني دينا جوجي ماكايسين شي قويورت ديو سولي أود عدغان تعجيم شاير لاتنش دو مثلا باسن حلق ليل شارك حاج عشان من يقولوا محل ليل شعتي وخا ومتك ما باتي تأقق تيجي عبارت خير ما بات مثلا سويت يالو يز مثلا قيوم дата канализация есть хидек да есть это не так просто внутренней ситуации ёшбек шуйтаху ситуацию и там халаху ситуацию хушмадай малоземелье не может столько там разместиться а долги аллахду дуккалахду хюк меттик шу циги боксаля ха хот кузи умеренный климат езвайн مؤخصة عقش بعستن يو خوت سخولش تا لحق تيقرق تسخولش قيتيو اشتا عين دغلاتش نقدر قادو غادوش اشتا اشت على قوين так извините اشت سباخوة دايش اشت عينوش سيقا هما خلوت ايه انشخينا وحر حلب يلخي شي دوزلر بغالش شي قاملر دغاش بونا اشتيجي حالا اوش لخعدو لاتنش نوخشي لاتنش مدوش وي لاتنش مخلوش حالا قيس بخوارت قرخوارت قاتشل تحان آور خلا جوجي تمن نيق قاتشل وش وي لاتنش خلا وي بخي مليون در حالق وي 8 مليون در بوش وي تانا اش قمين اشترخ اش استوري يز حوصرخ شو مش دوخ قاش شو بخي مليون 8 مليون ستك برت خلص بيز وقع 9 مليون 8 مليون دورشا واخو هرك اي وي هر تسيه وي هر تيركيستير وي هر اوخير وي هر سولي وي هر чингачку وي бош остаться вообще пелшач должно быть стратегическое мышление должны развиваться должны учиться должны быть инженеры должен бизнес развиваться заводы строиться все это происходит только одним способом не когда ты всегда воюешь а когда ты учишься строить развивать, мало бизнес продвигать. Не в центре, не надо обязательно всем лезть в одну дырку, как говорится. Не надо оскорблять. Наоборот, на окраинах Волвой Кауман Вежри. Я поехал после потопления Адилатар, Кадиратар и Диктишка, Тутлар. Первым, кто приехал туда, с первого дня потопа, был наш брат Билал, который приехал из Мохнекуашт, Шилковского района. И он ходил по этим 3 селам пешком, вот таких болотных сапогах, бесплатно ремонтировал там, где вода ушла, бесплатно всем ремонтировал котлы. Цаоршунища. Эван этцол видео снять яргайтер сурт эвакуэлирсүй цадахтер этцол яхеч эсали цен бусок дуагдошик бил катварис цига мялбол эцкаиур тасул мялгин волчар дерез хил билален дик вашуэс аш бюч ой аухер вежри буш у нас бюч беш вот это показатель держ диез Ой, насанадан, чебру мак, кечена вахеч, нажертах, кечена текш доча лахабул дусей, вахошкриш, так, улябул, вежриш хажа, дуаг хаста, диадек, зиадек, хааш, дикхуле. Шавек зугсан танаметтив чул дельше, цунахат ахка пачалцахул. Цунахат амистичко, тепличный вариант, теплицы чудо акена. Ковш дошсан хул.
اشتخل ديزي هم سوق خاتش قيتش باتشالقش اشتياشلوز هون دقة موحكش بيزرخ بايد باتس حتيجي وخا أوستيك تخلش سيق وخا بايد باتس اتون شي موحكة شي قام ديش تخلش موحك بيز قام ديز شي تيب نشتيس يز مرخل يز نخشل ديز دو تعاون خدمة لنا دو جع بشرناخ بو هقر دعوش اشن تركيستينش برو هقر حوش اشتريش بولش عاش بش نخشي بو اوش جرجش يقاش بش بو اوش اش تسقل باتشالق سونخ برت تسقل شين داي سبي الخيطون شو تسلاء ولا ايش تابو مازال كي ولا عاش بش تخغال مازال كي بول تيجرنش واخوش تركيستينش مسال باخشوناس غزلر ولا عبشتر تخا غزلر ولا عتخا غزلر دو المخني قواشتينش واخوشر بو نورينش تخون مازال كل عيو مازال كي واغور بو تركل سياع تشرتاني تاخو دي عبش تخو يتصغى مخ دي عدو تخو سيرش دو ايردو تاخ مسار شيشه متك العوق شد اخويز تعالى شكر حديث استحاش نوخشي مخ كارتن تحاشي قوش مدوس ويل خليز تاع دايما كان ويل يز حيوجرشن ويل يز دي كان وون ويل يز ما باختيار كيستيرشانا ما باخوما او خيرشانا ما باخوما لو لاملش كلامن خوي بلاحتان لامن خوي باخ يشتات هوشتير خوي بو شتير خوشن تاع غيرت يشتات او هوني ادي نوش سيجر عاش بو شي جوجي ما كاش شابر وي تاندي حدو المدوي بو قدوم تانمتر تانمكر حدو المدوي واخين عمل او تو ايش دو تو قاعد او غاس قشنجيتر بو عباخر بايد باس كيجي بولش خين دوين دا هر دايموخ بيزي تا اتبيشن كير ديش بوا يروي موخ بوشون يروي يورتشوشون هر ديت مديلش هر وي تيب نشدوشون понимаете هاي عيالة ديل عيال دا تي بورشي يوتشل همو حسن خشي إلم يحتصنصا والله يتبع حق يعني يلق شويتشنا تي بورشي يوتش حبورش والعاري خيرود بوش همشا سيار هاي دي فاميلي يزور حبورش يتبع خشي إلي حو دوش خزدار ساق إندي دولش إسيشتار هاي أنت كاسكي سكاسكش ديرو شو شامل ليش اش ميليوتش شو دارو دنيا انت اقوالنش خين دوين داس كاسكيو قال ما يوتشل هم شاش يوش سغش موني العيالة تشل حرق دعيالي بي قال يشو ما دات بورش العاري معي قمي ليرا ياتر ايش قيتم خلبيز وكيجر خوي حلقي برساني قيتم خلبيز علمان ساني قيتم خلبيز تختغنا ميخ داس ساري حبيرش بونياق نس نورغا قاتشلز شير تقيت منواتيا خليتا شوست منواتيا دقوچر خلش ميالدوق بيركت دويس نور قاشتا إز مزلك أولعيو نور قاشتا غال خليش وجا غال يشو الخلش وين اسمون خائيز تندر ويقيتم خلبيز دايما بيزرخ ويدوزل قيو بيش كيبر قي صباح قانن ويل سياح وين قومن باتشي ميلو ابسر ميلو قالش اسلام ما خاتش وبوردو اخوي ديلا ديوش عطا تعاون ما قالنا ديلا ديوش ديلا حردو وجدو الديل سديز ديلخ ديز اتول قومن قونا خول بويس خريط اتساياق بيبولات اتساياق وشرميت اتساياق تلخيجيت اتساياق شعيبيت اتساياق اسكيت اتساياق حمزاتيت اتساياق سعدوليت اتساياق ووق سعدوليت اتساياق دبيت اتساياق باتوكوت اتساياق برشيخيت اتساياق تينا نويسيت اتساياق
церц шундицина. Мечабуш. Хунца амина цари. Айдало аму ези айдало шкрош собардеш, собардеш, айдало жимжим мансути хочербу. Шадик айдал теде, айдал доч ишколш йоча, деймах кабол куон хвай эйле эпсерш, бэчи, инналош боза бош, хацакина мой дейш. Шадик эц ишколант эделин, ишколу садику аму диез бош. Muhatta tsar amu biyesh boy, istori tsar amu yeshoy, sham yadik tsar away hudiyashto iberj derbiye, düç khazda tsaq entiye dolosh sar. Ish wah derbiye way qhudiyashto, shadik aidol diyashkhaj. Ta ish aidol mit akhaj. Sirg hash wat das nas mugo. Way qi wadiyesh dat ish da qaz madalak. Way markhal tsar güç saç istori way güç saç. Way muhatta tsar amos saç. Lamaz marxi way tsandiyash lamaz mar way düzos qi wash sakhilsha way qarin way yash sakhilsha xo dünyada amyal olacak di way biyahki bu lu way biyahki bu çolu xaş want i'diyahta kudu way goshi tse üş yashul üz diyochul zabarsh nekh nach bolcha way goshi yashul ittersh tsuch dol düchdol mat editnash حين دوشتول خاطوشتول دين ديت واخا ارحو الشادرش ديس مديس ساعات اخبار وجب ولا جرجنت دعي ازيق نوختش باغر اشهرش بوش بقول هر تاب يعني تبيل لك دا اولوش سخلش üyeş خينا تسونغ بالخلو قومن بالخلو تسونغ مخكن بالخلو تسونغ Таква хош, хунядина. Шамелу стратегический план хош. Тпачавыч, мехдавор, шамелу гвахош так. Чисто гош кэтча. И чисто гош кэтча, на цвэ хайчах дюзел, ю хай юрт, ю хай квашт, ю хай муак. Эцун уайли хайча. Арах кирт вахца квашча. Solderdol asırda dekçi, sintern kirtüyakçı, way mahka pastiştu masumeta yurta khildol ket akhilshdol tatvosh masana wadosh tatvoshdosh khishdosh dichdosh im ashditara bejin üsta kotam salilere zudri düç khazda sah pasobi pensit ekhin hunya sazuchun ach hamadelna kartachki temadelna bosh wodi da'wi de priori granti üç khlarna И дать его это. Так олвай айдл. Айдло это не регулируется айдл. Нохчел адмал он халбо что это и регулировки ящик. Вай ей шумаес. Вай юрта, вай тайпанюка. Мехлас дакайкин. Хорому шей бау мехтхватие. Хилло меттик халах. Meldo tape no hagulber şey yurta bau dakhwati şey yurta mezdik dakhwati melber su yurt hatsabaga estepenber şara tauzwana yuk khanol qibesh bana et yurt halaban masalla zwantra halbel zwantra примерно bas duk bukush khakir halaban bain ulla şey sursta hart qaday maqbu zwantra maqbu har lambor el surta kan habu Lamaz dur cer zikr dur moltu yeşter cer ye teypan şey gulun bala gulmeh arish engno şeynik guardlo şeynik şuno şeynik alro şeynik horamo yahari tagana tsakhlyo paratu ела мехдас председатель правительства е шеш пример гоч Мухаммад Даудов сина бау Рамзан мехдас Рамзан сина бау Patriotta hiç gene bavu çok hoşum. Bavu yine lam akış. Mecdik dina hiç bavu hali çani. Üçe boş bu. Tak merjat iyi çah nokçu çuyu. Siga bayınçu. Tak mecdik şeyhen jimjim aş halban bağına. Tak masara jim naş koyga bayınçu. Şey bayınç metxitina. Yuhin yeş bas. Ah yegge mayutiga ah haliyat çani yolşuz. İza iç kidek diye tığanı marşo yella diğel.
وين ما بوشار ده ديز مات وين ويش ده مثلا شرموي باويو ارستن جوي دال لا شي باو حالياش بو دي لغية تمسانه zu hour. Nizloje bauju mea čuaco, no, hoje bauju zu hour. Haračuje bauju, tana, parat metikšu, parat vorani šije, cen noći tejp doš, noći koma hoćuna, šej lambu, šej bauje, šej mezdiga dije, شين زيجا متك حلبة شغول لو شين يقاستك وكلوية تون شادك خايته دقاچتا دول ده استيفان بولشير ناخن حلوة المتك خلي تعاون بشاوي بريزيدنت قاتوية منصبا نو ويا داز اوشي تانتا يبان يقع برش دا سموسا بوينسا قيتشيري اولا حيات سيسيو ايش بيت يورتايو zo eerst bij het gezelle los bouwen, dat juurt daar eerst bij het oog, zie als eerst bij het oog, boekje stepen naar gebo, mocht bo, lambo, kijk do, zij schieten просто Duits zoals, gewoon abotje halen dat is toen do, met ik sto, zo het zagim moet ze, hoe man oelia schilderen, als is dit een bergmobiel, in der dollars. بو قصونك تا زدت تراشتات وين مثلا خوك شو لازم يمتك شو لازم بوي خا وين سو منسانه او خا هي المحتوى دو لخابل او خوش خز وين ميشادو خا وي اولادو اتزاند قردا جوا شيك حقو شوز نجي يرترشان واحد شقو شو يدن شر حاجه برينسيبي حقو شو خيين بس تركل ديا تركل سيها اولمتك شو الشوي موخبو تيجي عاش بشوي اتلا لومر تعليم حلقي وابيس نشبو ايش تحال دوتسو متساني شي دايما كان زبالخ البيز شي دوزن زبالخ البيز تانا تركي استيحاء تركو وين ما خقرة هيتسل سترك شولاني خزنية سنة شرط واش يزم عنو ريزر شرط واش يزر باو دقة طالعش دينا حق وين ما خقرة اس اومال خي اولرس و ترك دي حق إسيو بارخيو دامبينا سوغال سوالع إشترمات سو تيجا شو قاسين سولش تيجا تحاج آر شو تبو فاكتيسكي حين بالخري بيستون ساني علمان ساني حيق ساني إذا كذات داش تشارلي لو تشار ساني دول حال دا ديز ديت شو ديتش ساني دول حال خا ديز تاتوش دوشو تاتوش خل ديزي اشتساندا ديزي ويخيت سخلاح ويقواتح تانا ها يورتشن أولا بروت ويخش خيت سدال ربحان خا ديز داخ ديتش دقدل ربحان خا ديز كيرتاد عيني وهمت اتيال خا ديز تنشيا دقة إهما غوشي تشوشت سازع مونخو تشوشت اشتوس ماسو هما غوشي يخكنيو دالما خوالر حقا تانيش دينا اس اشون تسخا ادوش موماتيسو شون سويلا ديكا خائز چوخوش گوش حوزورك شو روليك خو مخشمتا گوش حوزورك يگوش حوزورك چوخوش شو و مصل خود شون و كيش مش بيه بانك نشو قد عديل دم عديل شيكر عديل بوش سامون زبا يا بجنش يس بجني ليلي ذكر دهني ليل دي وين هو عيدل تام اخش خيس لا قيدك ده وشو عدوزل قي وبيز ويهيتسل سهر كيرستناخ هاخ مخ حباخ كاز قيمسيد كوكازي مخ حباخ كاز قشرن قاس قشيازوش نوخشي شيتين واشنا بيجيشنا قشو حلق وايلين هم خلر تار ويور تشياغ واش حبوخشنا قشو حلق وايلين يوال خلر تير دار خلر تير جيجكس دميت اعرض مصلا باخس دهتن ساني قشو حلق اويتانا كارانتين داخواتا بنسي باسو بي اخ خيس ديل يتع خلاح هو ده داخوي
أصلا وائل نيوي هديك دو أخش دولشنم أخش در قيشر هديدو داق واخن رولك شاخات سيوش واخد ادير دو جليش يتسي ومثل ليردو قديك دو يخاح خز ليلو يز بيش ليلو يز دخني ليلو ديز يورج تعتي يستيز ود غال واو خينا هوخنجر كبيكشوش هوخنجر كبيكشوش سنة استيماتياش هوخنا استيماتياش سن كوارتير شغليلة تليرش أوركسن هايور تعليل ده حاج Pagel şileliye üstgeliye diye ve duk kademe duy. Ona so stjätsväl visst så. Ezer stagutiga şäberske gibi Kigi okudum. Workşo, barşo, içşo, çay çiğittin gibi beri tıkaşo kaçız. Şemel fast food już. Fast food хожен просто улица валош. И уже сон цейези. Шевик fast food już. Vay yuare bu, vay beş do. Diğanı payden. Желудок халакриоч, почек швахауриоч, кидек дивдоч. Шут хут яхяқи угаршду. Мари юд мари маяна дүйч хыздата. Ва таносар ер почкалашер инфаркт хэл закретию, откретию, дюзал цахул харвол, хар чукушек, цажимац энеге иш. Ту берем картуал хуах сискал цата. Сумца и ногчила адицер, латниш дицер. Чо связаны до шамелду. Оши ца массу аур оших харчин дор. Так ногчимата дуйц вай хундуйшон алша таганой ногчимата قيش قامنشان هروي لزعنا مارد عياليز هاي والله برق شاب برشن почти что я бургер шуш бариш я фастфуд шуш бариш я креспи крилыш шмрилыш иш бог дукса но само элдер юртер тигат убер бу стегуатер о тига сискали стегуатер бехтер хох батер тига помдор нерс ятер тига гелдиш ятер тига сунцха ясо ето qena ватер со سيشاجا سيتصعبو شاجا سينانس سيك حد يشتغل قميل سيداسيوك حد يشتغل كارتر بيشر وي وقتش بامدور يوتشنا هر وي نوقتش شوعيو اس سو اتسيرن بازر تو يتويد خور سبوتا هر نوقتش ميشر بوهر gelgdana bu merz etçol her miçer bu her çoğuçollar bu her pomdor miçeriyor her çoğantrarıyor her jic miçer her berket yurtardı ve tsayır duyar ve nokçişlerin duyar öyle bir asım sayıtse sunsa diye say qomaq bol say sani baatah no say mahka say qomaq bol nahlerin bir sunsa diye سو أمريكانسكي بولجر سيز سون تارت إيد الشريعة شرع سيوق الكتليتش سيز سون تديس شابك إنرجيتك تعاشو كجر خواي هقا جيمني قد عويوش خينا قيلا بولش سنيوس ميوس غري وجي تاق تاقتنا بالخلو Sondere hitsats antsayotshul shozle icho qachas hitsar dawleni huyutsawshbul beri tqayvas tqashodesh es luysh khatish es balensi hadashtul besh почкш отказать на энергетик шмюш волонош уж язваш ёлш хулшун и фастфудин суши мусы и суши это дух я микше яцуш
хотя бы تعليم льешь шубах, تعليм юеш балахари, хауш бол, целвеш, целя. Бях мобила стан, идти. Возвращаемся обратно к истории. Если у вас есть вопросы, задавайте, я постараюсь ответить, а то что-то я... Каждый вопрос можно рассмотреть, и можно говорить часами об этой проблеме, и решение этой проблемы есть. Но всем ли это нужно? Поэтому историю нужно знать, надо развиваться, надо изучать. Мы изучаем историю только для одного, чтобы в будущем не допустить ошибок прошлого. Вот о чем. Вот к чему я призываю. А то, что нужно знать границы, да, нужно знать свои границы. Да, нужно знать, где мы уступили, где мы по-братски взгрели, отдали. Если начнут наглять и говорить, как есть говорить, мы знаем, что у вас было, мы знаем, что у вас стало, и кто это дал, и благодаря кому это появилось. Если они свой рот не закрывают, аргументированно, не переходя на личности, не оскорбляя целые народы, шахары, субэтносы, этносы и так далее и тому подобное. Поэтому нужно это все понимать. Никогда нельзя переходить на личности. В каждом народе есть и хорошие, и плохие. Судить по одному плохому целый народ, или тейп, или фамилию, или шахар нельзя. Вот. И вот такая вот ситуация. Ладно, я закончил. Давайте, если у вас есть вопросы, задавайте. Отвечу на ваши вопросы. И мы завершим на сегодня. К сожалению, я не знаю, если кто-то сегодня задонатил. Вот Ибраим отправил, мне сообщение не приходит, потому что у меня на моем этом телефоне. А если кто-то поддержал на уре истории яйца обошла. На уре истории яйцарю. Да, если кто-то сегодня поддержал наш канал, задонатил и поддержал наш канал, огромная вам благодарность. Да, саадуэл, болдисник, эзершка соудолютил. Вы знаете, мы не государственные, блогеры живут за счет поддержки своих подписчиков, рекламы. В основном реклама сейчас в России запрещена, и мы живем, покупаем книги, развиваемся только благодаря вам и вашей поддержке. Поэтому, надеюсь, как говорится, поблагодарить всех, кто поддержал. А так, да, именно Вайхалюй. Мохнек ваш Вайхалю. Ну, уже Сардар Ирмол Аншхайна Суайна Хаяк Гулинай. Шт Халюдер. Мохнек ваш Олцуна Нохшимата. Мохни Квашт Шукевский район. Шт Халюки. Санхайна. Идущий ситуация, Иса Чуван Сюкатник Идацер. Я зиндук царшаш. 2 milyon dotiger, 3 milyon dotiger, üstad bejen, nochtsker hadeqen. Nadigna baktsarshas soyna. Mena beexshkala aza nochtshi. Anti alu doktor shlemnishka oaboshkala, üsterkisti, terkel diha, şeylatnishti, bejni daju. Sult yaha yuakhma yelna yoni alom haldu, yitiga basti yochkana, dustwashkala tsar. Ishtqawyukshkala, hal nochtsh. Waydeish, khilla waykhilla. ويتصباح والله تقع تعينا تقنو غي تعينا تصباح غنكي تعينا تصباح ويخل ديا غنكي عينا نو دي حلقة نو غي خيلا تقع تارا شيكيا شوي كيز قميا латниш دستي تتصدو что تيجي واخوش خلا и ситуацию. Так, друзья, машлам эфир. Даяк Тейпан Чермола, Даяк история Мичер. Чермо Тейп, наш махкардук. Наш Чермоя, Чунгруая, Харачуая, Цацбой Элстанжуая, Шабирша, Ценнохчи Боша, Цагапла группа Юша. Bu duha bir gapla grup L3 yucer. Duha bol şuytar taypnishi san. Taqa tas doçaş düç mettik musiga. No so it's taypnishi qadar huma sonç olsa diyiz. Sögiş noqçu bu bat elças şuaplo don. İşte noqçu bu
تبحكي ناخ باتس اش بحكي شابر سأبوش حال بحكي يوقع قام وحاول وشخلي شوش باتس نقشي ميتشا ولا باس شو تسخقل تباسو شو مسار الكيز خوشو ايش تعودو يبس بيتش تاتي نيون بسلام اش ميتشا عشبو جاجي نيون اش ميتشا عشبو جينا باتس واي باتس بيتش разные бушуешь. И что? Уважаемые друзья, на этом я сегодня заканчиваю свой эфир. Завтра, иншаллах рахман, у нас будет эфир. Завтра начнем чуть раньше, наверное. Возможно, 21:30. А завтра мы поработаем и над картами, и над книгами, то есть интересные моменты. Сейчас, несмотря на то, что уже первый час и больше, еще раз я поздравляю всех нас, всех моих подписчиков, всех, кто любит наш канал, нашу историю, нашу родину, географию. За 1 месяц даже просто один ролик набрал 1 миллион просмотров в Ютубе. А в совокупности за этот месяц ролики 4,5 миллиона просмотров у нас в Ютубе. В Инстаграме 6,9 миллионов просмотров. И все это они читают нашу историю, смотрят наши ролики, смотрят все, что касается нас. Для меня это большое достижение. Если и тех прибавить друг другу, получается фактически плюс-минус 10,5 миллиона человек. Это какое огромное количество людей, пускай даже, ладно, будет половина из них. Даже если 5 миллионов человек смотрят наши ролики, читают нашу историю, смотрят наши традиции, культуру, башни, истанги, кодекс Конхола. Это какой реально хороший результат. Не забывайте, я не рекламирую питание, я ни машины не показываю крутые, дома не показываю. Я рассказываю только о нашей истории, традициях, культуре. Для меня, если столько лет человек посмотрели и прочитали, а я в основном публикую достоверные тексты, и увидели ложную информацию, и увидели достоверную информацию, это очень большой результат. И это все благодаря вам, мои дорогие подписчики. Поэтому приглашайте все больше и больше к нам подписчиков, наших друзей, братьев из Грузии, из Дагестана, ауховцы особенно. 200 тысяч — это большая армия. Если бы мы подписывались друг на друга, поддерживали, хотя бы смотрели, я не говорю писать там комментарии, лайк поставили, мы бы знали, что происходит у вас, вы бы рассказывали, вы бы знали, что происходит у нас. То же самое, до 10 тысяч проживает в Кистинцах, в Панкисе. Если я подписан на них, и на Ух подписан, и на Панкисе подписан, и на Иорданию подписан, и на Турцию подписан, то есть Нохчморе, и на Ингушетию подписан. В основном многие Уарствай со мной на связи, дал Сейдвел Уарствай вежриша, Мелхе вежриша, Тирвай вежриша, Эхке вежриша, Вайдаймаха Ашболчера, Даймахкара Ара Ашболчера, Аш Олштул Дикдешниш, Аш Язуштул Дикдешниш, Аш. Чем больше вы приглашаете, подписывайтесь, это тем больше людей узнают правду. Шумасан дересл, аса нахчмахваца барна, асайниш сахия барна, шуно мада, щениш хястваш бюч тоуштац, цундера асвайдия сябл, вежри бюцербол, нахчмахва, это автоматически шуна хадиз, шу даганца, квартанца, ой, массар цахалит что. Так что цацайол бытовые ваши ссоры, там, оспариваете какие-то там сельские земли между собой. Это меня не интересует. Меня интересует внешняя территория, внешние границы нашей Родины. История, как внутренняя, так и внешняя. Культура, традиции, адаты. Вот это мне интересно. Все, что рассказывают ваши бабушки, дедушки с древних времен, это мне интересно. Особенно карты, особенно все, что касается археологии, это все наше.
Это общее, это самое важное. Поэтому огромная благодарность вам всем. Не забудьте подписаться, приглашайте побольше к нам подписчиков. И вместе мы реально будем творить много добрых дел. И вы узнаете много интересного. Сможете передать своим детям, а не своим. И понемножку, я надеюсь, что мы восстановим полностью, по крайней мере, большую часть пробелов по истории. Всем огромная благодарность, как говорю в конце каждого эфира. Если я каким-то образом вас обидел, задел, оскорбил, ненароком, я прошу ради Всевышнего Аллаха прощения у вас за то, что я мог каким-то образом вас задеть. Аллахи, билахи, талахи, я по сути своей не злой человек, и у меня нету ненависти, презрения никому из народов, тейпов, фамилиев, шахаров и так далее и тому подобное. У меня есть презрение и ненависть только людям, которые лгут, обманывают, вводят людей в заблуждение, стравливают друг на друга, рассказывают небылицы и сказки. Из-за этого, без разницы, нашей это национальности или другой национальности. Вот. Поэтому иногда вы слышите то, что хотите, из-за того, что у вас внутри, сами того не замечая, у вас есть какая-то фобия по отношению к нашему народу. А если вы живете среди нас и чувствуете эту фобию к нашему народу, это уже комплекс неполноценности в первую очередь. И это говорит о том, что вы точно не из нашего народа. Нужно с этим что-то делать. Надо лечиться. Надо сделать товбу. Прийти в муфтият, попросить прощения, сказать, я вот такой-то, такой-то, сюга, галдела, судвахкуэла, далгяка, хорошо, перед Всевышним делайте. Ладно, не будем там до муфтията доходить. А остальным, как говорю в конце каждого эфира, уважаемые друзья, спасибо вам за эфир, за то, что посетили, за то, что подписались. И тот, кто поддержал, прикрепленное, вы видите сообщение по этому сообщению, поддержал и задонатил на наш канал, а им огромная благодарность. Да воздастся Всевышним Аллахом за все ваши благие дела. И в конце каждого эфира, как мы говорим, я на связи, я пишу статьи, читаю книги. Если что-то у вас интересное есть, пишите в директ, я обязательно отвечу. Но не забывайте, приглашайте побольше к нам подписчиков. Нам нужно всех наших ночей собрать, чтобы мы могли вместе решить и исторические, и культурные, и традиционные наши важные вопросы. Маш Ойл Адикюэль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Масия Биште Галиоль. Всем приветик, мол.